Бисмилlah, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мухаммад, да, говори. Да. Ханзне Хавудыч, я смотрел как раз видео, там было собрание Катиевых и Бахкана, Гулыбен, там, Дуах Зихант, короче, Сага Азвар, грузовой машины жгли, лишь грузыш кохаш. И дронами его машины пожгли. Плюс-минус я понял, что работал он на трассе Р-20, Р-228 или 120, ее еще называют трасса Новороссия. Это трасса, которая связывает сухопутный коридор с Крымом, его называют. Уже, ну, месяца 2 точно, если не 3, дроны «Хорнет», такие есть дроны у украинцев, они с искусственным интеллектом, они уничтожают любой грузовой транспорт. Там ходили слухи о том, что водителям, бизнесу предлагают просто сумасшедшие деньги за то, что они проедут по этой трассе. И единицы, вот буквально единицы машин там прорываются по этой трассе, остальные просто жгут. Там еще месяца полтора назад я слышал цифра, то ли 240, то ли 340 этих машин сожгли. Но Ваня Хамухоевайн, они очень любят и рискованный бизнес, еще и проскочить от дымот. Видимо, он решил очень-очень много заработать, а риск был слишком велик, и теперь Цансага Хандуах Зидас, Ойгонох Судидис. А я такой слушаю и думаю, господи, что я вахандел. Вот у нас есть, например, сегодня проблема пригородного района. И мы ее хотим там бескровно решить без крови эту проблему. Окей, самый сейчас современный метод войны — это отрезание логистики. И мы решаем отрезать логистику, чтобы ничто не выезжало и ничего оттуда не выезжало. Все, берем блокаду. Грубо говоря, устраиваем транспортную блокаду. И тут появляются ингуши, которые начинают говорить: а нет, мы там проскочим, потому что там сейчас и килограмм муки стал золотой, и сахар золотым стал, и что бы ты ни привез, все у тебя купят за 4 цены. Но будем ли мы ему сочувствовать? Да и зачем ты лезешь в это все? Зачем вот пытаться, да? И там все объясняют, что лама здесь и в этот момент там сожгли и так далее. Цигламыз адой, цигламыз ацадой, там сожгут. Там идет война. Вот зачем наши люди лезут в эту войну? Зачем наши люди спасают этих оккупантов Гаской, которые сидят в этом Крыму, и туда сейчас сухопутного сообщения только мост остался, и то они его очень сильно берегут. По нему просто там какой-то очень лимитированный проезд грузовиков. Они боятся, что опять ударят по ним. И используют эту трассу. И я думаю, почему наши вот соглашаются помогать этим гаской, выкармливать этих оккупантов гаской. Дарик даляхкач дихун, ж гаска дихун, на халувайцах, кударцы ж бахшсен, ди, цыгач, крымские татары ж выселить бя, цик хабяхка гаска мы биш. Ну вот как можно помогать русским оккупантам выживать на оккупированных территориях, домах, принадлежащих и землях, принадлежащих таким же мусульманам, как и мы. Ну вот я не знаю, ну, наверное, все имеет цену, да, но для меня не имеет. Я как бы считаю, что нету денег, которые должны заставить Бусубсагади помогать оккупанту, который живет в чужом Бусубсаге, Хадяхат, Сади, Сучвахжу. Аллаху алам, валлахи, я не знаю, и почему Мухаммад, люди на вот это идут. у меня есть несколько вопросов. Не несколько, Да, два говори. вопроса именно по этой теме, по этому ролику. Я не знаю, заметил ты, нет? Ты в пути был, насколько я знаю. Скорее всего, нет. Обычно такие вещи замечаешь. Вот они всегда пытаются вплести как-то, связать такими религиозными нитями все вот это вот свое выступление, да, когда вот просят. Это тот же Эрзи, который стал, э, по нашему исключительно мнению, некий такой батальон попрошайка, да. И вот они всегда, как-то такими религиозными нитями шьют свою вот эту вот откровенно оголтелую такую ца ца ца
Потому что человек, который хотел заработать на крови других людей, но это мерзость. Это вот самое такое легкое, что я могу сказать. И вот как ты думаешь, вот они сейчас тоже, что первый спикер, что второй, они сказали «ламаз да вах беснериш», вот именно акцентируя на том, что они остановились там, несмотря на то, что там опасно, для того, чтобы помолиться. Как ты думаешь, для, м, для нас это очевидно, что они не смогут это осуществить, но для молодежи, для основного контингента ингушского сегмента, смогут ли они как-то свить вот эту вот религиозную тему? Как ты думаешь? Конечно, понятно, что это исключительно коммерческий трюк. Это всегда, в такого рода делах обязательно нужно подтянуть религию, обязательно нужно подтянуть именно Бусулде и поставить Бусулде за основу, что вот на святое дело шли, да. Ну, это вот, как это было в хадисе, если у вас нет стыда, то можно, вам можно все, да, человеку можно все. И поэтому, когда, с одной стороны, ты сидишь на поминках у ежика, да, и, естественно, ну, ты знаешь, как проходят у русских поминки. Не хряпнуть за убиенного ежика стопку, и это как-то вообще не камильфо будет. Я-то знаю, что они в любом случае с этими русскими там выпивают, и выпивают хорошо, и ежика, и таких ежиков они много там поминают. Но при этом же они пытаются себя выдать. Ну, мы видели, да, эти все бороды, эти все нашиды, которые ставятся, оккупанты себе ставят. Понимаешь? Ты помнишь это знаменитое видео, один там на войне был из Чечни, он из этого Алхан-Калави, он, по-моему, оттуда был, и он там мстил украинцам за то, как же это, с Юртицы Маштиры, вот они из Грозного, когда выходили, они зашли в это село Алханкала это была, и они там устроили бойню мирному населению. Дагеошен, Зюрт. Ну, короче, он там себе на гранатомете написал за вот это, за Цуюрта АДР, короче. Он приехал мстить в Украину. Хотя что там делали ему украинцы, неизвестно. Алды, точно, Алды. За Алды он себе написал на РПГ, на заряде. И вот, ну, вот такое извращенное, покалеченное сознание даже у молодежи встречается. А так это все исключительно коммерческие трюки. Привязать, что там ламыз диye хабар, хашсава дагдуалы жвуд жварыз, там эгерде заду аят ждишь, султ яцун дрон крит. Дело ты вот, что украинцы ж вообще на жюагиряж. Так что это все коммерческие трюки. И это все как бы они кого пытаются обмануть? Людей они, может, обманут, да и но Всевышнего-то они не обманут. Не, Мухаммад, вот, ты вот а, как человек, варящийся в этой всей вот этой и войне, и не только, и информационной войне, ты делал ли ты для себя какую-нибудь аналитику того, что они этим хотят сделать? Сейчас вопрос не о том, что Ну, в каждом понятно, что вот, случае персонально, в каждом случае персонально. Одни, эти поминальщики ежика выдают себя за муджаидов, пытаются себя продать как дал некот Нахдатхояжды, они себя, сравнивают с теми, кто действительно муджаиды, жны дал некот Армяныч нахацани дийхун низ булгартыш ышбы, ярыш дийхуны шинхын зи восстановить дийгартыш, чисто коммерческий дийхун, чтобы был больше коммерческий успех их предприятия краудфандингового, помощи им пострадавшему. Это, ну, в каждом конкретном случае используется под конкретные задачи. Но это лицемерие, это абсолютное лицемерие. И они вот этим лицемерием живут. Но уже как бы, уже это настолько тема избитая, это уже настолько тема, заюзанная, что я не знаю даже, зачем они это все делают.
Они прекрасно знают, что для некот бацыш, и тот прекрасно знает, что он ради бешеной выгоды вышел на такое рискованное дело, потерял и товары, и технику, и машины, и все, что мог потерять, потерял. Ну, как бы вообще ни разу. Я знаю, что ни одна страховая компания в России сейчас не страхует грузовики, которые бегают по вот этой трассе. Просто все понимают, что там без вариантов, это форс-мажор. И никто никому ничего восстанавливать не будет. Точно так же, как Wildberries. Что им там пообещали? 0,02% от потерянного товара. У тебя на 2 миллиона сгорело, тебе 200 рублей или 2000 дадут. Так что как-то так. Нерабочая тема. Вообще нерабочая. Бузат, хатер дыря. У меня с интернетом что-то не так. Я хотел еще одну Меня тему слышно? поднять. Да-да. Я хотел еще А, одну тему да. поднять. Это вот эти удары по складам. Я знаю, мне как бы известно, что на этих складах бусубно бобопыш. И Нохчи, и Галгай, и Чельси, и Сили, и Реберло, и все там работают. И у меня просто огромная просьба ко всем, кто там работает. Дел, души, да и увольняйтесь, увольняйтесь, не оставайтесь там, потому что сейчас эти удары наносятся там рано утром или ночью, но российское ПВО становится только слабее, а у украинцев появляется только больше дронов. Поэтому будут бить и днем, будут бить и ночью, и утром, и в любой момент. Дело в том, что у России нет такой системы ПВО хорошей, которая бы засекала эти очень-очень маленькие из пластмассы дроны. Поэтому просто системы оповещения нет, нормального ПВО нет. Это безумный риск. Ты увольняйтесь оттуда, не работайте там. Там опасно работать для жизни. Потому что это огромные складские помещения. Ты не знаешь, где оно попадет. Ты не знаешь, где будет очаг возгорания. Перекроет ли он выходы. Тем более, там, наверное, процентов 80 всех товаров — это как бы химия. Соответственно, когда она горит, она выделяет отравляющие газы. И этот дым ядовитый, и ты можешь просто оттуда не выскочить при всех условиях. Поэтому чуады хардасы, чтобы вообще туда не ходили ни в коем случае. Все, у кого там есть какой-то товар, этот товар надо оттуда вытаскивать, его там оставлять ни в коем случае нельзя, потому что вы потеряете все опять. Все сильно поменялось, надо жить в новой реальности. Нельзя жить надеждами на пронесет, нельзя жить надеждами на, тем более надеждами, что вас два хамажды, да там у них что-то есть, они что-то могут, у них ничего нет, и они ничего не могут. И такая суровая правда жизни. Зал это жопсу. Нахак. Доходу думаешь. Да, не испах, Мухаммад, я поддержу тебя в этом. Мы не говорим, что Аллаху Акбар. Даю Юса, да, Мухаммад. Я говорю, я Выписал. хочу тебя тоже поддержать в этом плане. Сказать, что мы не говорим, мы не утверждаем, что вы именно мусульмане, которые там работают, что вы чем-то зазорным занимаетесь, что не халяльным зарабатываете. Нет, Аллахе. Просто мы не хотим, чтобы вы были жертвой этой войны. Вы абсолютно халяльным трудом занимаетесь. Я знаю, что эти складской этот труд, он очень э, износостойкий. Не износостойкий, а в общем, потребляет энергию Тяжелый труд. человеческую. Тяжелый, да, Тяжелый, очень очень тяжелый тяжелый труд. труд, очень там нету минуты на отдых. Да. Поэтому والله Сашу бяхки дольше аж Сахаром эл Цыбах, просто чтобы вас как-то это не задело. Я слышал, при атаке первых этих дронов там погибла женщина одна по-моему, братья говорили, с Узбекистана или Таджикистана, Аллаху алям. Пусть Аллах Субхану будет доволен ей. Она уборщицей там была, насколько я знаю. И Wake to all Шуэн Цохушем Мелхардовишу. Мам, Э, подпери
На другие темы хотел бы с тобой обсудить, знаешь, что? Вот эти вот штрафы за намаз, да, казалось бы, просто человек молится, занимается богоугодным делом. Тут какой-то хороший русский снимает его, отдает материал. Слышно меня, по-моему? А, После слова "отдает материал" уже не было. Ну, отдает материалы, человеку дают штраф, правильно? Золотарка. Вот, чё интернет, да, я и Интересно, там, и я здесь, понял и твой везде вопрос. здесь Да, езжу, интернет мусульма ловлю. мусульман, Я притесняют там по поводу намаза. Абу Саад, чё, и если позволишь, я я отвечу на твой вопрос. Алло. Ответь, ответь, Алло. Мухаммад, ответь, давай. Да, ну, смотрите, мы все прекрасно знаем об этих новых правилах, да. Они не только запрещают намаз в общественных местах, они также запрещают делать джамаатом намаз дома, они запрещают все, что можно запретить, и параллельно они же запрещают строительство мечетей у них тысяча поводов. Да. И на самом деле, что это такое, да? Это государство, Россия, которое является враждебным исламу в основе своей, в сути своей. Если кому-то интересно, это мне в свое время показал один болгарин-дипломат, он мне показал там русскую православную церковь, если вы заметили, у них крест, а внизу полумесяц как бы пополам крестом расколотый. Он сказал: ты знаешь, что это такое? Я говорю: нет, не знаю, думаю, какой-то православный символ. Он говорит: нет, нет, говорит, это русские, говорит, поставили, это единственное такое, есть только у русских крест, который символизирует победу православия над исламом. И вот они ставят в церквях эти кресты. То есть они их официально не борьбу, не победу там над Турцией там, или еще кем-то, а именно над исламом, да. И это государство, оно будет с каждым днем все больше и больше притеснять ислам. Потому что Россия заинтересована, абсолютно заинтересована в полном уничтожении ислама. Там можно что угодно говорить про разные страны. Понятно, что страны, где там, скажем, не мусульманские страны, да и в мусульманских странах, в регионах вот даже я вот говорю, а у меня как бы совесть заедает, да, вот Таджикистан, насколько она исламская страна, да, она, там люди стали мусульманами гораздо раньше, чем люди стали мусульманами на Кавказе, там хиджабы запретили, бороды запретили, совок это, короче, елочка, да, и вот, если мы говорим о России, то вот мне хотелось бы послушать тех, кто постоянно нам всю жизнь доказывал, что мы должны там жить в России, потому что мы не имеем права быть как-то против России, потому что нашу религию не притесняют, потому что если нашу религию не притесняют, значит, мы должны подчиняться России, значит, мы должны там быть лояльны к ней и так далее. Хорошо. Сейчас мы видим миллиарды примеров, где Россия плотно, очень могуч без как может и не может, ущемляет права мусульман, пытается запрещать исламскую литературу, вернее, запрещает исламскую литературу, то есть всячески вредит исламу, то есть всячески мешает людям быть мусульманами. Как может, понятно, как может, короче, гадит нам. И вот теперь я хотел бы послушать тех, кто говорил мне всю жизнь, да, что все вот те, кто воюет с Россией, все, кто против России, они не правы, они по исламу не имеют права делать то, что они делают, и иметь даже такую позицию. Ну хорошо, а теперь имеют право мусульмане быть против России право? Или не имеют? Вот я бы хотел от них этот ответ услышать. Не, я знаю, что скажет муфти Ингушетии, знаю, что скажет муфти Чечни, там, Талгат Таджидин, Толик, это ТТ и так далее. Но люди же должны по факту понимать, в каком они находятся государстве, в каком они государстве живут.
То есть что делать? Штрафы платить или же терпеть? То есть платить и терпеть, не возмущаться, ничего не делать. По-прежнему мы в составе России, мы там присягу давали, там никогда против России не воевали. А дальше в том же духе продолжаем? Или, может быть, стоит подумать, что что-то не так, что наша религия подвергается притеснениям, что нам вредят как и чем могут вас? М? Я таких законов нигде не слышал и не видел, что человек не может ламы сделать и так далее. Я такого не слышал. Но в России это есть, и Россия считает, что это правильно. Суяур. Я не знаю, хорошо меня слышно будет или нет. Я тебя хорошо слышал. Мухаммад, а к чему, как ты думаешь, приведет вот этот вот тотальный запрет всего Абуса, тебя опять не слышно. Да и, наверное, все-таки правильно будет, если Ансар как бы возьмет на себя эту роль и ведущего, потому что ход сживаться. Да, Дикам Хардарус. Ансар, вариант есть у тебя? Ассаламу алейкум, ва баракату. Валейкум Алейкум салам, ассалам, рахматуллахи ва рахматуллахи. баракатух. Sorun dikkat Abu Saad Банриадс. Сун позыц. Не, у меня тоже, знаешь, я вот начинаю разговаривать, и у меня вот этот тук-тук-тук-тук-тук, или стук таю, и у меня грузится. Да, у тебя отключается духан. Мама, я быстро тогда сформулирую. Я говорю, к чему, как ты думаешь, приведет весь этот тотальный запрет и всего, что касается ислама? Проснется ли народ, имеется в виду именно мусульманский народ? Мне неизвестно будущее Абусат, вот честно. Я не знаю, что будет. Я знаю, что как бы Россия не остановится до полного запрета. До полного запрета, и оно будет просто... Они всегда идут до конца. Вот чего вас не занимать, так это упорство и вот целеустремленности. Они всегда во всех своих страшных, ужасных делах идут до конца и не свернут до того момента даже, пока их государство не рассыпется. Поэтому я надеюсь, что их государство рассыпется раньше, чем они, как их предшественники, коммунисты, начнут делать из мечетей ночные клубы, склады, там, дискотеки и так далее. Потому я думаю, что цель как бы у них это, они имеют богатейший опыт этого. Я отлично помню те времена, когда люди на тязитах руки до адиш боялись поднимать. Те, кто там на каких-то постах были там или служили, или еще что-то. То есть это все было очень жестко под запретом. И эта система работала вплоть до того, что там мархабет приходили на Рамадан в школу, и детям, там, особенно старшеклассникам, заставляли пить воду, там детям раздавали конфеты, чтобы проверить, у кого есть пост, а у кого нету. Поэтому, когда мне говорят, нет, такого не будет, я Баракаллаху фик. говорю, это вы так думаете, что не будет. Я вам скажу больше, я не знаю, будет или не будет, но я знаю, что это было. И я помню, как люди, мужчины, женщины, старики плакали, когда открывалась первая мечеть. Я очень хорошо это помню. Хотя у нас есть там индивидуумы, которые рассказывают, что всегда у нас была религия, всегда у нас все было, и вот мы так и в советское время жили в исламе. Есть такие у нас дуримары. Мамад, я бы чуть-чуть ясность внес бы. У многих людей, некоторых людей может возникнуть вопрос, а в чем вообще польза для русских полностью искоренить ислам? Ну, чем он им мешает по факту, если так взять? Они же и так управляют этой страной. И до исламских революций, можно сказать, в России мы не наблюдали.
может появиться такая мысль у человека, как будто мы накручиваем. Дело здесь не в революционной какой-то основе, а, как идеи. Исламская революция поднимает людей, и им все время приходится с этим бороться. Дело не в этом. Вот если мы сегодня возьмем статистику и посмотрим, невооруженным глазом видно, что в республиках, в регионах, где ислам является доминирующей религией, во-первых. Во-вторых, там большее число практикующих людей. Именно в этих регионах национальная приверженность к самобытности, к языкам своим, и люди больше держатся за свою национальную самобытность именно в этих регионах. И чем выше исламское самосознание у людей, тем больше у них поднимается уровень национального самосознания. Именно соблюдение национальных традиций, обычаев, которые не противоречат исламу. То есть ислам, как идеология, выступает в роли клея, который не позволяет развалиться это именно национальным традициям. Это цементирующая основа. И если мы посмотрим даже исконных мусульманских регионах, Татарстан, другие, где меньше соблюдается религия, мы видим, что там меньше люди разговаривают на родном языке, меньше придерживаются своих традиций. А если даже и придерживаются каких-то традиций, это традиции, которые очень сильно противоречат исламу. То есть эта тенденция, ее просмотреть, там не нужно быть экспертом. Поэтому Кавказ традиционно, если мы берем, он суннитский, он привержен религии каждый раз, и каждый раз, когда национальное самосознание поднимается, оно ровно с ним, религиозное самосознание у наших народов всегда поднималось. И это две вещи, которые, во-первых, изначально не дали нам покориться до конца русским, то есть русифицировать не получается у нас. Возьмите, мы скажем, нет, мы кавказцы, у нас там очень мощная культура, какая-то скрепа у нас есть культурная, которой нет ни у кого. Кто-то может привести пример. Но есть наглядный пример в виде той же, я православной не назову ее, Северной Осетии. Посмотрите, какая ситуация там. Люди теряют свою культурную идентичность. На фоне кавказских народов у них не то, что демография наравне стоит с нами, не то, что вообще в каком-то диапазоне, где они могли бы хотя бы не уменьшаться популяцией. Демография идет вниз, колоссальный отток. И мы видим, как эти же молодые люди, я специально подписан на некоторые их каналы. Я постоянно мониторю, смотрю, что у них там происходит. И у них есть региональные каналы свои, как и у нас есть, и в Чечне, и в Дагестане есть. И оттуда часто бывают вырезки, где у них, как в виде ток-шоу, бывает разговор взрослых аксакалов осетинских с молодежью. И как вы думаете, какие споры у них там идут? Как у нас вопрос наркомании, там, религиозного какого-то воспитания, либо постройки каких-то мечетей. Нет, у них споры идут на уровне, где аксакалы им уговаривают молодежь не уезжать из Осетии, не превращаться в русских, грубо говоря. Это не проговаривается, но это имеется в виду. А осетинская молодежь им в ответ говорит, какой смысл мне жить в Осетии, называть себя осетином, когда я чувствую себя частью большой страны. И если я живу где-то в России, называя себя русским, мне жить легче, мне развиваться легче, у меня социальные институты лучше работают там, плюс еще карьерная лестница, легче подниматься по ней. И наоборот, ассоциация с Кавказом мешает им интегрироваться в российское общество. И они отказываются от своей идентичности. То есть они ее теряют, и аксакалы бьются за это. Вот скандалы последние, я не знаю, увидели, нет, там несколько осетинских ребят то ли ударили, то ли кого-то толкнули из-за того, что он в шортах был. Они говорят, это не наша культура туристу. Турист не понимает, он как бы здесь не мусульманская, ладно,
хорошо, кто-то доволен, кто-то недоволен. И тут же есть большая часть осетинского общества, которая им говорит, а ваше какое дело вообще их ущемлять как-то? Наоборот, мы должны гордиться тем, что мы не мусульмане. Мы должны гордиться тем, что у нас нет вот этих всех запретов, и это должно быть привлекательным для туристов, для немусульманских туристов, потому что здесь и спиртное рекой льется, и разврат, и клубы на каждом шагу, и все, что с этим связано. Поэтому они говорят, это должно быть нашей визитной карточкой. И им отвечают, ну так нельзя, другая часть осетин. Ну так нельзя, мы же портимся. Они говорят, а где это написано? Вот с чего ты решил? Вот где та основа, на которую ты опираешься? Какие-то мифические, какие-то 100 лет, 150, 200 лет давности, какие-то наши адаты. А зачем нам за них держаться, если здесь и сейчас мне это жизни мешает? Понимаете? У нас есть та религиозная основа, куда мы опираемся. Когда ты говоришь человеку «диалах кир», он оглядывается. Когда ты к человеку говоришь «харам духун», он как минимум сторонится, даже если он это сделает, но не сделает перед тобой, перед обществом, потому что тот самый институт социального бойкотирования или социального порицания очень сильно влияет на людей. Я не хочу быть порицаем. Нах фадия, хамчоды веники. Безм бац, нах вудскул. Авакл харам ханул. Костыж нах бац режимен. Али тших цани безм бац. Сдеб долчут их кайладос. СБС, бух. Основу, на которую мы опираемся, это тадж, таджа, корона есть. Это корона, которая на нашей голове в виде ислама. И чем больше мы придерживаемся ислама, чем сильнее мы становимся перед лицом ассимиляции. Действительно, арабизация, арабизация, лордал дезвей, арабизация, и субханаллах, у вас нет картины перед глазами. Ну, покажите мне один народ хотя бы, который арабы растворили. Нету такого практически ни одного народа. Где везде ислам проник в тысячи лет, эти люди остались такими же узбеками, таджиками, казахами и так далее, азербайджанцами, турками. Мы, кавказские народы, остались теми же. Татары крымские, казанские. Но нету такого. Фудуцу аж ждут, еще. Но там, где ислам отошел, как основная идеология, люди потеряли свою идентичность. Люди семимильными шагами идут к ассимиляции. И тот, кто это говорит, арабизация, валлахи, знаете, это враг. Не то, что враг Аллахом, хаддам виз, он враг нашего народа. Ассимиляция, я сказал даже высок. Потому что единственное, что нам позволяет и позволило не ассимилироваться перед лицом вот этой российской экспансии, это ислам, субхануллах. Мы должны радоваться, гордиться этому. Изначально даже, когда русский оккупант пришел на нашу землю, ингушский народ избежал ассимиляции, вообще избежал того, что мы нас растворили, они в своем обществе превратили в манкуртов своих, как некоторых, плацдарм, форпост не превратили нас, потому что мы вопреки тому здравому смыслу, в кавычках, приняли ислам. То есть здравый смысл говорил о том, пейда булуджаду, он уашкерстахат, потому что они же давили на нас, христианство, православие, лациахш. Они давили на нас, очень даже не слабо. Но мы не приняли. И нам это было выгодно принять с земной точки зрения. Мы не приняли вопреки их стараниям, вопреки прагматизму, мы приняли ислам. И именно это позволило нам сохраниться как этносу, как народу сегодня и остальным на том уровне, на котором мы сегодня находимся. Ансар, Азмади Эггерцан Ноукахдарды, вот этим всем, кто генетически близок с Россией, тем, кто договору хранит верность, да, они все понимают, что даже если мы допускаем, хотя я оригинал этого договора не видел, да, и вот это всего
и генетических тестов тоже я не видел. Но они все прекрасно понимают, что ислам — это то, что нас спасает, то, что нас отрезает от них раз и навсегда. И поэтому для них ислам является основным врагом. Люди, которые не понимают, как бы, почему они борются с исламом, для чего они борются с исламом, они не понимают, что для империи ислам — это угроза. Была, есть и будет. Поэтому советская власть беспощадно, как бы брезгуя ничем, воевала с исламом. Поэтому Китай устроил вот эти концлагеря. Поэтому Россия борется с исламом не только в самой России, но также в той же Франции, когда сейчас французские спецслужбы изобличили, что это Россия нанимала сербов, это они развозили там свиные головы, подбрасывали их там к воротам мечети, к дверям мечети и так далее. То есть это не где-то там у нас только дома. Она везде старается бороться с исламом. Поэтому я не знаю тех, кто себя как-то ассоциирует с Россией, тех, кто клянется ей в верности, таскает русским оккупантам в Крым, где они этот ислам просто пытаются полностью ликвидировать. Они там запретили все, что могли и не могли. Ну, как бы есть они и мы с ними не сойдемся. И мы не можем принять флаг, под которым они там это все делают. Да, они нам говорят: вот этот флаг ингушский. Нет, он не ингушский, он Российской Федерации, субъекта Российской Федерации флаг. Точно так же, как мы не можем принять, что они с этим флагом и с разговорами про ислам едут воевать в Украину, и там поминки ежику устраивают. И есть мы, есть они. Если кто-то думает, что из-за того, что они Галгай, и мы должны там принять это, потому что, ну, Галгай, цан мы дивай, дацвай, цан, дацвай. Мы никак не можем быть с теми, кто против Аллаха. Мы никак не можем быть с теми, кто поддерживает врагов ислама. Да? И мы не можем быть на стороне тех, кто запрещает Сахих аль-Бухари, тех, кто запрещает крепость мусульман, тех, кто не дает строить мечети, тех, кто разрушает мечети. Да? И мы не можем быть с вами. Что доллара, и доллара, и никак мы не сможем. السقيد А, ничего там Мама, считается. тяг сачога интересно, Хамдуан Хажил. Просто люди реально либо слепые, либо они не хотят видеть очевидных вещей. Вот, когда, опять же, возвращаясь, исламо-ненавистнический Веяхачхан, мы это не для красного словца говорим, не для того, чтобы усугубить ситуацию или демонизировать нашего врага. Исторический факт. Это исторический факт. То есть само... Вот у нас есть понятие, как возродить халифат. В исламе есть же такое понятие, чтобы было единое государство, мусульмане где живут, вот халифат возродить. Вот вот такая же идея есть в христианстве. Она выражена в православии именно. Вот православные, они отнесли эту идею в Москву, ну, в Московию, и оттуда они начали строить Третий Рим. То есть это есть в нашем понимании халифат, который они хотели построить. Для этого им нужно было вернуть Константинополь как святыню свою центральную, как для нас Шам это. Ну, Джамбетов потребовал вернуть, тут уже как бы Да, спора нет. да, да. Тут нечего обсуждать. Да. Все, Ну, чего профессор сказал свое слово. Да? без экспертов, да, такого уровня. Вот. И они пытаются вернуть Константинополь, построить это. Всегда пытались, это их идея была православная. И это очевидная вещь. Ну, ладно, сегодня кто-то скажет, это время прошло, империя развалилась, построилась другая антирелигиозная империя, потом вернулась новая империя в виде путинской России. Хорошо. Посмотрим сегодня, с кем воюет Россия. Уберем Украину, там отдельная история. Кого она поддерживала в этих войнах? В любой стране посмотрите, кого она поддерживала. В Сирии она поддерживала алавитское меньшинство шиитов Башара Асада. Против арабских стран суннитов она поддерживает Иран, который такой же ненавистник суннитов,
который нас перерезал бы просто с радостью, если мог бы. А так почти 1 000 000 сирийцев убили, чтобы вы понимали, шииты, именно поддерживаемые прокси Ирана. А потом Хизбалла. заселялись в Сирию, и сейчас Да, Башара лишил да, 700 тысяч. 700 тысяч да, их почти за 1 000 000 несколько лет, паспортов. да, Да, загнали туда. почти 1 000 000 Чтобы паспортов. Я не говорю внутри России, Чечня, Кавказ, я об этом не говорю. За пределами, посмотрите, кого она поддерживала. В Сирии кого она поддерживала. Иран она поддерживает. Хорошо, Африка, посмотрите, африканский корпус. В Мали с кем они воюют? С суннитами. Это Ну, против исламских групп они воюют. Против исламских групп, которые за исламский принцип жизни. То есть они поддерживают исламоненавистнические силы в Мали. Буркина-Фасо, опять же, они против таурегов. Тауреги считаются более религиозные. Они арабский знают в Африке, чтобы вы понимали. Тауреги – это африканские черные арабы считаются. Они на арабском говорят, больше религию соблюдают. Они сунниты в большинстве, почти все. Против них в Буркина-Фасо. В Нигере, опять же, правительство Нигера лояльно относится к суннитам. Они против них козни строят. В Центральной Африке в ЦАР, в Ливии, в Хафтара поддерживает против суннитов, которые сражаются. Это везде просто. Везде, посмотрите, куда бы только они не зашли, они везде сражаются либо против суннитов, либо против ислама как такового, либо поддерживают так называемых суннитов, которые антиисламские. Вот посмотрите, Буркина-Фасо, президент так называемый, вот этот, ну, вы видели вот этого в берете, который сидит, кем его назвать? Ну, дурачок просто. Сидит, он говорит, я мусульманин, говорит, но я против шариата. И тот, кто говорит, что в этой стране будет исламский принцип, я его буду сажать, убивать, уничтожать. Открыто говорит человек. И этого человека поддерживает русский и африканский корпус. Да, ну, это же бред. Потом они сидят, Россия, миссил, бусулнаха, поддержки, пачхалки, ханяц. Ансар, мы же выросли в том, вот я за себя могу сказать, как мы гордились ингушами, героями, интернационалистами, которые воевали в Афганистане. Какая у нас была гордость. Я помню, как те, кто старше меня там на 10-20 лет, мне рассказывали, какие у них были проблемы в армии из-за того, что они писали по 10 рапортов в день, чтобы их отправили в Афганистан. Понимаешь? Я помню, с какой гордостью нам рассказывали, что вот ни один военасов, ни один Нохчи в плен не сдались этим душманам, яшли. И мы с такой гордостью, я помню это. А Таганда Валлахи, сегодня они не гордились. делают это, Мамад. Они Сегодня сегодня посмотри. это делают, но понимаешь, на тот момент я могу сказать в оправдание своего поколения, что мы ничего не знали. Мы ходили в подпольные хюжериды, где нам говорили, чтобы мы брали листочек и вкладывали его в учебник по математике, что тикосак хачуанчул. Я быстро все открывали математику, с фондом мы математикой занимаемся. И такое было время, когда были мечети закрыты. Вот это все я помню. Я Да. могу объяснить, почему мы гордились Русланом Аушевым, там еще кем-то. Да и а сейчас-то чем вы, сейчас люди, открой телефон, ты же находишь там все. Сейчас то, что моему поколению нужно было там, я не знаю, месяцами сидеть в библиотеках, да, найти нужный термин, нужное слово. Сейчас ты открываешь этот Gemini, там, я не знаю, что еще, GPT-чат, пишешь, в Гугле пишешь там, тебе все это выдается. И, то есть я вот это уже оправдать я не могу. Понимаешь? Ну, это невозможно никак понять логикой. Вот, допустим, как ты говоришь, правильно ты пример привел. Представь себе, вы галгай мох халвация, вот галгайчи, оттуда десятки, если не сотни молодежь уходят в Сирию в те годы, в начале войны, поддержать сирийский народ, суннитский, который, ну, мы же видели эти ролики, где людей заживо закапывают, люди ля Да, иляха илlallah видели. говорят, их убивают, бороды им вырывают, пытают людей на камеры. Это же все невозможно было смотреть. Люди туда ехали помочь этим людям.
И представьте себе, параллельно с этим, с этого же региона, с этой же улицы, один человек идет помогать суннитам, едет туда, вопреки родителям, адла проблем, с властью, то, что у него... Вопреки всего этого, он едет помогать им, с одной стороны. И тут же с другой конца улицы человек одевает форму военной Минобороны России, садится на борт и летит поддержать этого тирана, который это творит. Который Как это прессом объяснить? людей давил. Да, под прессом, да. Военной полиции, это Ага. субханаллах. Это как объяснить вообще? Так, удивительно, Хамдес. Да, тогда, как ты говоришь, в советское время можно было как-то оправдание найти. Ни интернета не было, ни видеокассет, ничего не было. Мы знали то, что нам говорят. И то находились люди где-то подпольно, которые объясняли. И что, Мне да, что попался один такой чеченец, ну, он в возрасте был. Я тогда был еще вообще пацан. И что-то про Афганистан какой-то зашел разговор. И он меня спросил: ты вообще знаешь, что там происходило? Ты вообще знаешь, что там было? Я начинаю рассказывать. Там интернациональный долг исполняли, Руслан Аушев герой, там 3 раза из окружения вышел, потом вернулся в окружение, вывел тех, кто там был еще в другом окружении. Короче, даггар кигр буцасун. Я помню, он на меня смотрел с такой жалостью, ди, макадахади, вот что-то такое, оуду, ди. И он мне сказал несколько всего слов. Он сказал: там детей штык-ножами убивали, понимаешь? Там в дома гранаты забрасывали. Там людей по стенкам размазывали, там целые кишлаки. Дахака, ди, даёхарца, ди. Я там был, он сказал. Я там был, и после войны он сказал, что он какое-то время всех лечебницы провел, потому что у него, у молодого 18-летнего пацана, крыша поехала там от тех зверств, которые он видел. Бусулнах бабиш. И вот тогда у меня был первый такой сомнение: как так, а каких детей, а за что детей, а за что людям гранаты кидали в дома. И Руслан Аушев кидал, и все прочие, кто там были, этим занимались. Кто-то будет рассказывать: нет, они там так не делали, а делали. Там по-другому не делалось. Да, Точно да, так вот же. в Фейсбуке, который мне кто-то писал, скажи честно, Руслан Аушев для тебя герой или кто он для тебя? Вот реально люди не понимают, где... Вот проблема в том, что такие народы, как мы, нас лишили пантеона героев. Вот у каждого народа есть пантеон героев. Кого они считают героями, кто для них герой, кто для них антигерой, предатель. К сожалению, такого пантеона у нас нет. Даже больше скажу, создание пантеоном героев Украина начала только сейчас, буквально пару лет назад. Украина даже начала. До этого они не могли своих героев национальных называть героями, потому что это раздражало Россию, это раздражало Польшу. Да, это после 2014 года началось потихонечку, очень медленно. Да, но это важнейший элемент воспитания народа. Очень важный элемент. Поэтому кого-то мы можем вынести за скобки. Руслан Аушев, кто-то, Цузаман Сагоразян. Как минимум, Мяхас, как минимум сказать, если не хочешь обсуждать, ты можешь сказать Цузаман Сагораз. Или сказать, да, было, воевал где-то. Тот же Асканов, летчик-испытатель и другие. Но мы должны понимать, что быть героями Галгайчи они априори не могут. Они могут быть просто героями для Россия. тех, да, для тех, кому они служили, в какой армии они состояли. Или просто Бутвейш, Булч, не хорошие, не плохие, Буцецквейш. Но героями из них делать это непозволительно. Не могут они никак быть героями Галгайчи. Никак они не могут. Вот я знаю, что многим очень обидно будут эти слова. Но факт остается фактом. Пройдет время, у вас придет настоящее национальное сознание, и, валлахи, вы поймете то, что я сейчас говорю, это намного важнее, чем вам кажется. Потому что на этом строится. Потому что строится на том, что если для тебя герой какой-нибудь Асканов или для тебя герой Ахмед Кучбаров,
На этом строится твоя логика, именно восприятие окружающего мира, окружающих событий, которые исторических происходят. Ну, не может в одном человеке сложиться любовь к Буданову, который убил нашу сестру, и любовь к Байсангуру Бейноевскому или шейху Мансуру. Ну, это невозможные вещи. Ну, как это можно? Ну, я вообще не понимаю. Тут подмена ценностей идет, знаешь, вот что ставилось нам в детстве постоянно в пример, когда нам героизировали вот этих всех красных, да, кто служил русским, кто за них воевал во всех этих войнах, при царях, при коммунистах. Что было таким бейсментом, основанием? Дину. Вот мужество, да? А то, что это мужество преступным может быть, нам даже не давали задумываться, да? Нам постоянно твердили: "Дину должен, Дину должен, Дину должен". И мы Да. такие: "О, там Дину". А какой это Дину? Это Да, это, самурайский путь. слушай, это, знаешь, Дину может быть, да, он может быть дерзкий такой, да, но он может дерзко зайти, да, он и семью этих афганцев положить, да, он может также дерзко зайти из пулемета семью сирийцев положить. Да, Дину должен, да, там его могла ждать засада, там могла растягивать, но он такой был на мужестве. И меня, честно скажу, у меня в какой-то момент начало уже формироваться отвращение к этому слепому мужеству, да, потому что мужество для меня — это когда человек есть как бы, ну, параметры мужества. Это должен проявлять направление, и твое мужество должно быть для результата, чтобы показать своему а у нас постоянно вот это вот выставлялось именно: "Себя покажи". Вот это, знаешь, русское: "На людях и смерть красна", да? Вот показать себя, вот все это же очень эгоистично. Человек рискует своей жизнью не ради дела, не ради результата в этом деле, а просто чтобы его, вот красавца такого, все оценили, уважали, все сказали: "О, красавчик, уна уэн". И вот ради этого. Для меня это как бы форма эгоизма. Поэтому они сейчас опять крутят эту же пластинку в Ингушетии. Они с утра до вечера трепятся про то, что «Ой, Кегенах, Динов, там, туды-сюды». Сейчас какой-то фильм этот долбанный снимают герои Запорожья, как они захватывали атомную электростанцию. Ну, блин, украинцы не идиоты, да и чтобы устраивать там бои на атомной электростанции. Естественно, они оттуда вышли, да, но эти туда заскочили, схватили этот персонал, и тут из них делают героев. И опять идет только давление на то, что Динул должен быть, Динул должен. Да зачем мне твой Динул? Что с твоего Динула? Да и один харем с твоего Динула выходит. Один бал выходит с твоего Динула. Да и это не Динул. Зулим Зулем выходит, выходит с да, твоего Динула. Да и 100%. зачем? Оставь себе, мягко говоря, Да, себе это свой Динул. удобная Да, позиция, Мамед, чтобы да, просто то, содержание лишить людей и вот использовать их. типа, знаешь, вот я даже видел эти аудио, слышал эти аудио, где там какой-то Гаской вычитывает этих северокавказцев. Вы говорили мне такие дерзкие горцы, а вы как шакалы попрятались. А же эти там разбежались, да, а эти там записывают этот разговор и между собой стоят и шутят. И давал, да, он соцвалар, понимаешь? И просто вот, даже если мы пойдем дальше, подмена ценностей, сегодня они бесконечно рекламируют это ММА, вот эти все драки, вот эти все постоянные там мордобой. И никто не, знаешь, я не слышал, чтобы у нас рекламировали мальчиков, девочек, которые выигрывают олимпиады по физике, по химии, по информатике, да. Они идут каким-то там, знаешь, строчкой. Какая-нибудь там Мадина получила там, выиграла первое место по олимпиаде по математике взяла, еще кто-то. Они их вообще вскользь, их там просто вот, просто, наверное, потому что кто-то Горгелсак там где-то написал, добился там ее увеличения там, популярности этого ребенка. Все, остальном тишина, на уровне тишина, везде тихо, все. Потому что им не нужны математики, им не нужны Империи физики, нужны им нужны солдаты. химики, им нужно мясо.
такое отборное, тупое, дынуло, быдза мясо, да, и этому мясу будут, как гладиаторов там накручивали, это твой путь к славе, аж, ты, вот они путь к славе, аж. Понимаешь? Это, ну, да, это безумие. И мы добровольно с этим соглашаемся. И мы даже не начали какой-то внутринациональный диалог о том, что мы считаем динелом, а что мы считаем оудалом. Понимаешь? До сих пор на национальном уровне у нас этот вопрос не поднят. Мы не обсуждаем это, мы не говорим об этом, мы не разграничиваем это. И этим пользуются те, кто сегодня продолжают забивать нашим детям головы дома, да, вот этой всей чушью там. Я сегодня, ты читал, да, я сегодня пост писал, но у нас на странице, что вот они там собираются этот парк славы героев СВО в Сунже устроить, да, я написал, что сделайте, да, вот там, поставьте 3 экрана, на одном экране крутите, как дроны попадают в российских солдат, на втором экране крутите, как солдаты эти плачут, что их там гниют заживо, что нету эвакуации, что нету медицинской помощи, что они их там бросили. И третий можете показывать, что остается от человека, когда в него снаряд, там, дрон попадает. И вот вам тематический героизм, как он выглядит на самом деле. Поэтому нет, мы должны поднять этот вопрос. Мы реально должны поднять этот вопрос на национальном уровне и поставить точку в этом. Сказал, Империя – это кувалда. Это огромная кувалда, и кувалде нужны гвозди в виде солдат. Гвозди – это примитивные изделия. Там много ума не надо, чтобы создать да. гвоздь. Поэтому им не нужны ученые, знающие какие-то, потому что они же развиваются. Вот посмотрите даже нашу ингушскую историю, если вернуться. У нас были хорошие молодые люди в то время еще, в советское время, в царское время, которые отправлялись в Петербург, в другие места, учились, получали образование. Я изучал, большинство из них кончили в тюрьмах. Кто не интегрировался в систему, большинство из них кончили в тюрьмах. Просто потому, что на них навешивали ярлыки. Участник революционных движений и так далее. То есть вот то, что сегодня мы наблюдаем в виде поставил лайк где-то, написал комментарий где-то. Вот не нужно, некоторые думают, что террористиш, аудер, халдер. Валлахи, шизамик хаджады шахам. В то время были другие экстремистские, в кавычках, организации, которым людей приписывали. И они также, обычные люди, ощущали их, как вы сейчас ощущаете этих. Разница ачан. Шизамик хаджады шанс. Тогда их называли, может быть, бандитами, потом их называли антисоветскими людьми, а потом их называли по-другому. Ну, мы помним, ваххабисты, террористы потом появились и так далее, и так далее. Потом другая какая-то история будет, но от этого суть не меняется. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не меняется это. Бедацис. Название моя отчанность. Не позволяйте навешивать на людей, на своих людей ярлыков. Понимаете? Смотрите, саг мучаханин духлатшвоз, адла духлатшвоз, я адмыш духлатшвоз. С адла духлатшволи нагасан, керст адла, гаскш духлатшволи. Шин вышанс, шин саг вышанс. Завтра и через 50-100 лет люди будут им гордиться, говорить герои ворос, как сейчас мы гордимся абреками, Солумбеком Сагавшинским и другими абреками, которые у нас были, Мухаммадом Гаракоевым. Их много. И сегодня, когда мы их имена вспоминаем, мы говорим, что Унхи Хамвей, Хучбар Ахмад Хану, Кабарышхам Бяш, Буцм Буцевей. Но Цухан, Цузаман, Дукабуш, Нахе, Ханц Шуан Хиттер, Хиттеш Ханчан. Вот тагн духлач бо адла нахбит царях фхиетчан. Игбя нахбакирш, харбя нахбирш, футгар лилдря хитешан. Вот эшт хитешан чан zusammen гахнаха. Хитечан яхшанс. Кто помогал, помогал,
Кто был против, кто-то говорил, зулум гэттэж бэрэж, зулум дэж бэрэж, ат эми гити. Иш ат эн чулте туалуэшн хал. Ханс вейтик даггэр мужаядж барт бэж кахиэгэж, духуллахтэж, духуллахтэж, цугасқыш чылахч болснаха духуллахтэж. Hal arbän işte sadik yol tjir bazı dabart beliş tur автомат atiyet nahbu biş والله خدمت خزات شو غزادي ويمحك احتامدي мерш nahbu biş احتامدي يغبان نخبلي без политической цели иш бали ахтадастин базар эдгир дудулш цхан бомб ота базар яктыш ахтадац алла оха цана толотчу бронированный Урала салтичи багаж болч илой ваш хан лет жуаш су салтичо Шортын биоз, герзиш дуача, базар лилыш садикиш, больнициш, школыш. Hani цель он der. Адла духл из долн der. Ist адл кирст долн der. Ist один адл долн der. И сегодня, когда вы говорили вчера, ершбах антибалба, ерды вожды, да бямпш, аж паргат дяндиви, тагн дажу, ал интернете, ачка сайшан, ханяк да комментария, 2004 году, 24 году, 2024 году комментарии Азяй, растяжка да отвя сак синц ек уралышта на атбяка. Бенбишан пина их да успелатш. Бамычып мужаядыш, бамычып халсан. Паргат дяндивей, шар да яттривейч, бусубды кот дялривей хитштеп. Туалыш дуагай хам. И толхыжды. Паргат дяндиша багдыр алыш. Гладуж был нах я дикчер багдыр алыш. Хирм да бенбишан. Ца вишо ауж не да болчханди. Адл чих мучитсун иринен. خيط والله حملي ولد جواتر يا اخي شنو وات حنت تستخلي شيء اسهم إيلو واشتنا почему так انه ما باخي ودنيا دق بقى حلقين نخ بوشي اشي شيء تباخ جول شيء بقى حلقينا قيرش كوك حلقي ابغتا كوك حلو الصبحش خلي شيء اسمه حم إيلو واشتنا نورمально حمدي вообще والله ده نورمально حم Стресса алыр хатсы бүлтіж нах. Стресса алыр хабултіж бас кой нах. Так дион, фуняк да рак дие, фуняк да дион, лазыр халыр цуятыр дие, ханяк дие, больничек ар бүлтсе. Стресс же шуан жнаха, аталар жил. Чо аз бүзді шуан наха, нах кирими. Дач бұга, ше дизелах кир, шиғцы кирыш, ше дизелах кирыш, чуса дуач бұ шуан дук барыш бағыш. Ялла ханзер цана дион, он сахам хули ердауги. إيرن يالدي عن شو تعرف سنعرك كلوتك تتخزع شو تعرف إيش كلوتكش حتى عاد شو تعرف أبورن ديسكي تتدقس وازكش تتخزش دق قطر دول سياخش خزا وسو سي تسبولش باقش ناخ دي الله سوش نعرك بيحكريه هاي صحد يزل خداوك يعني 44-й 37-й год дача خلي شي يسحم نورمально حمديس فت ازدوي ودرجاتي غير تجر اسحال دوي ودرجاتي غير تجر عفدي ديزوي تا хорошо ق يخدول ديزوي ق يختاشكا دول ديزوي ديستي شوين رياز خبوش ادا القران شو حمي يوخ اجرياز خلني خباتشان صار دنت شو عاد دخل سميوخ يوك صار دنت تطدوي اودي يخيرته اي سيلغن буквально 5-10 лет назад ламыз дейтіз да етті, ламыз дейт сага штраф тихай, ламыз дейт сага административный суд тихай, элч нах тец бу бар, эт чухал тихахас, азяк чухал тадуха, айдадул иадият хали шахт из Мухаммедш. Гайнгуш док стаган. А так, ер хат мадинди, следующий этап, хат вагятся на хитишан, вообще ламыз дейшат яхш, этап, междики. أخذ دي شاطة إتاب حتى يترلوتهم ده خلي شيء يسحمد والله يشيل مل قلر وقوتنا ملوز أدر не وير كراي قداه ويتش دولتان كدير واتر защитник إسلاما защитник قرآن واتر كدير ورمزان نوختي وشو штрафтي غارهانز كيرحل таксист شيك داني таксичер عادان ламзج латш фоллер защитник Корана и мусульман во всем мире это говори Белзер. بب واتسن دير. أدلا دعو واتسها
хайвал, хайнбынныч буарымер, что в рекламных целях ма, что в рекламных целях, их диережешь, если оудулу бонерешь, а если геламыз деш, если гемяждик деш, значит, ам от дой, ереш фунтех бержа, жасан хабу абонан, ишь мнение царвих. И во многом они правы. Их млови. Их дали, Ан- радул такой. Ансар, тут вопрос пришел, как бы, ну, опять же, он из серии, я считаю, риторических вопросов. Если в будущем Кавказ начнет процесс отделения от России, российская сторона начнет вооруженные действия против нас, есть ли у нас хоть какие-либо союзники, которые в такой ситуации могли бы нам оказать военную поддержку, в том числе и поставками оружия? Если можно такой вопрос задать, ответьте бисмилля. Ну, я как бы, опять же, вопросы о будущем, да, вопросы о будущем. Союзник у нас один. Это Всевышний Аллах. И Он нам будет помогать и поддерживать ровно настолько, сколько мы придерживаемся единобожия, во-первых. Во-вторых, уповаем на Него и следуем Его заповедям. Другого у нас ничего нет на самом деле. Но этого больше, чем достаточно. Потому что это самое сложное. Потом уже подключаются геополитические игроки, другие, третьи, пятые. И здесь нужно понимать, не обмануться, не продаться, не поменять свою изначальную цель за ничтожную сумму, за ничтожные деньги. Вот здесь нужны кортболыш, херлдолжнах, которые не позволят, не дадут. Потому что есть вещи, которые выгодны обоим сторонам. Кто-то пытается нам всегда навязать идею, что в Гаске дабуали, фнях шатбуа, бы ангел подчахуа, Украина шабуа, бы хаксу, НАТО хайуа, дыкыш камял дети. И это всегда преподносится, что как будто это, я не знаю, какая-то катастрофа. Сабур Далгай, ну для тебя разницы нет, что белым служить, что черным служить, что красным служить. Хавахаш, ну твоя цель это просто заработать денег и прожить, прокормить семью. Кирвиш, хамдачан, ты также будешь жить. Ты думаешь, придут другие и будут меньше давать? Не будут, так же будет. Просто не парься. А за ты дишь, хамдачан. Хадавал просто епер, уздахут, я нахши, каменс яхи уж нах млилдой хам. А сабурди хам кик дан юхтуад лохам. Просто халум юаги, анюка. Но сцехалыч дуал муштуал, хулм хулис по-любому, вей карах фулуж маяхтас. Вей юх излач, мучи из России, хан юх излач шоу. Я халк жиха юх чхан, вей юх я яцерс. Вей карах хамдуач хаму хулис. Циндо, ну, они это преподносят всегда, как будто мы кому-то должны продаться. Хунаха воквал, хайяхьяхка, хайдындехка, лил жваряхш. Нах иштбачан. Люди не такие. Валлахи, за большую... Меня и таких, как я, здесь арах лилж был вежри, принципиальными позициями, их купили бы дороже, чем тебя. Дороже, чем тебя. Тебя купили, потому что мы не продались. Вот что ты должен помнить. Мы не продались, и поэтому купили тебя за ничтожную сумму. Хусан хайкл дуача дымот хантуа. Дармот хантуа тик долчханди. Дох дол цухуш хусан. Цындо воквал амау. Цындо хунмот берегиш ибитсан. Ахтя. Мышление я. Но то идет сагу. Нас никто не купит и не покупал. Именно поэтому халулуш. Щи мелюжил. Халунуш чакадулуш. Хадуаш дытхо. Хусан никезик шмяха. Цудох кдалая. Цындо цумучнах. Вал манкуртуш бушан аз буцерш. Цумучнах вал ай эш дабялч вошберш хатбуа бити танин калгот дитсиви по-любому таняр лейхал диеш дитсиви. Арабский мышление есть. Таняр лейхал мудизиви по-любому. Дизец обязательно. Сделкаш постоянно. Итш халиж маяц. А ёвкужу хам итш халиш миш. Обязательно. Итш хубаз. Хаттики аз дач вогачы. Ада ахш дадан сникерс итш хан. Тишлачу продавец сенца. Придача хамч ваху цани. Это такие хозяин, это сникерс и царя. السن زين زديلك شغلين ودنيا شو بتشحط نشتغي أدم نشتغي إيش درجة أدرس ودنيا كذا كذا حاجة برجع حادي لا برجع دهون درج الدنيا إيش دولك экономически выгодно сделка что латыш выгодно додать махаво просят
تساعده شو الله فد геополитические интересы же. Малаеш, масла. Азербайджана выгодно, да Гаспи ослабнут. Грузин выгодно, Гаспи ослабнут. Турцин выгодно, да Гаспи ослабнут. Ханатас хани шей исторический. Хайваш. Противостояние есть. А цему метти حاقيستا أباش حلقيتشي مسلا يا خاص фронт отодвинуться до, в кавычках, фронт, линии отодвинуться от Грузии дальше, от Азербайджана дальше. Каспий лишается России, части его. Каспий важный логистический узел есть, а нефтяной отрасль что важный. Цена бол Каспий. Мелло ишта, ло. Нет схулутцар, так харца ба анаха, тылет, удинет мелбуш, банах, тирбиш. Ахуна выгодный дез. Цены выгодны дез. Цунаха. За им и выгодный хулус. Обязательно использовать ее, эти вохки дацис. А вохк мли, хак язык хайлду уже ахал. Хайфулилду ха. Хамадези хайфулилду. Что ты хамаш ду удинен чо яхас. Поддержки яги. Но масняргер хайецкиви поддержки яцгиац. Интересно худи из наха. Вей худи наха интересно. Еще вопрос тяг. Вей худи наха интересно. Ханялч, вей дети нагасан потенциал, вей ети, вей наха, гуш дети, как субъект. Удинен что, субъекты, ингуши там живут, галгай там живут, которые хотят независимость, их надо поддержать. Адди сагу нагасан, вей дети на карте, если нас нет. Я имею в виду геополитической карте, если нас нет. Не скажет никто, это какое-то пророссийское племя, там, сколько, 500 тысяч человек, это там с осетинами их нужно туда закинуть, в Россию. Хитаданаха не будут считаться с тобой, если ты не будешь. А для что для этого нужно? Мастер циежмы, дети, унахчин, масня незвено, унахчин, ях калмыды. Цундох из кунахчин, ях калюм дерз, дабагач кунхи, царждин, аттех мгертиве масхан. Удобно аммадиз. Да, хадави кунах, цулеля, шляпи, да, шавнер, атила. Атту, дук хагал мустиз, но ица, алыжия, кунах, чусон, лилия, вон давал халды. Вот изди жертвой каждого. А жертвовать и без бац здесь и сейчас. Ассаламу алейкум рахматуллах. Александр. Жертвовать даже вот сага, наоборот, кардыш хулвей даже. А я ахца хударцыным. Фуня ахшпилыш худыцын. Аши интересы жицын. Фуня ахдыцын. А хахыл хай интерес, харвяли, хажыл хай интерес ди хажыл уз. Харвяли узац бут бахтыл хай мел интерес да хажыл уз. А ходоне мел интерес ди мел сакер ди уз нах. Тугаскш духулаш уж нах. Валейкум ассалам рахматуллахи. Ханс, я нужду хамдари ансар по поводу того, Ханса, вы нах ихлуяли, Ханса, ичу халха, бламыз деш запретить дяди, а сейчас бабартахан, тец удал хамдаться, это еще хуже будет. Да, Путинус, я ингуш, я чеченец, я что-то блядь, цум, я ингуш, моя лицо, звук онах, звук диксаки, вал. Я не позволю Коран фанактер оскорблять мусульман, оскорблять. Я что-то блядь, мы элерцус. Звук онах, вал. Сел нах их балар. Они видят одновременно дуалжду хам междики ждакулуш, религиозную литературу запрещаешь, хиджабуш табетлуш, гаска мелбуатчан табетлуш, халбян, цуадлу организовать тяжелые жмиш, русские общины полный под прямым контролем Кремля, ешь там Бастрыкина, Путина и так далее. Нахдакулуш, чубокш, арестовывать пеш, фабриковать пеш, уголовные дела, шанс ахвадя должно, хам селхдар тахандар, Урал сани бяхкап, адела видео халотеяс. Вох Урале, вейг маска штиха, бронежилет штиха, ворота штхалышки аталат, адела уздаларым синти, этим темлой халбеж, бычичан, тяхтюан, хеш, васун, махан, дюгоца, перестел, канихо, хуггехо. И здесь комментарий такой. В 24 году комментарий, я серьезно, замсыгутся, она... Короче, раз к штриазвоч, муджайды, бухать, поддержки, они охлац.
комментарий, я якобы. Урал цани бронированный, Урал цани бяхкапыш. Ай, и Ахмадиз, это же стыд, Исрам, позор, Мадиз. Исхам баддейч туад Мади. Ай, иш бейтарж молж, иш бейтарж ФСБ, ЦП, цартик, хайохцар, при содействии с УВ, ФСБ, ОМОН, КОМОН, Ярик Шапяхкапыш, Путин из Хамадиз, Кремль из Хамадиз, при содействии местных ментов, при содействии местного участкового того же, который знает, кто там живет, с кем он там живет, какой из брат из этих уехал на шабашку, сколько у них детей, сколько из них ходит в школу, в какой класс, в какой садик. Зелик информация, да, важно. Местно участкового мави Иса, Муса, Ахмед, Мухаммад Дахш, Ламаз, Махташиях, Дилжу, Сагмави, предатель Мавис. Исхам кит туцой. Я поражаюсь. Таханс аялырк. Герои же халбезвы у нас вот героев мало, именно герои ждут бы, но их не возвышали. Вот в чем проблема. Их огромное количество, но их не возвышали, о них не говорили, поэтому наха боузациш. Бдярыжем шорт. Но в то же время апеллируют к героям прошлого. Хазмасалах яр хайет свой, абрех зелимхан хайет свой. Массар герой улархаш уқыз, ноқчы жуыз улархаш, ғалға жуыз улархаш. Ақы масалах цунағы цақы мухам алт, ғалғаш алт, и ноқчы алт. А если посмотреть на его жизнь, он не был политическим лидером, как государство, и она политический президент, революционер, и она что халхвян, что тысячами, сотнями, тысячами, это да, имам Шамиль сан, шейх Мансур сан, Гази Мухаммад сан, Ханмучханус, он был обычным абреком, за которым было там несколько там человек, и они ходили, они нападали, они убивали, они уничтожали русских, в том числе местных коллаборантов, ингушей, они ментов, тогдашних милицию, чеченцев они убивали. А это сунах унах у алтахан маслахан твой галгай бой марки, а бой цибути ях у нас. Галаш сунах унах у ал. Из унах ват из бандит у ал же ат гала коре гуатсон. Из уал жвар е ФСБшник кугурн, е ЦБшник кугурн, иш шейт худурн. Но обычного галачу никогда в жизни обрек зелимханах бандиту отдать, он преступнику отдать. Но у него не было государства. Чем отличается он от абреков современности, от муджахидов современности, которые тоже бегали там буквально 10 лет назад по лесам? Чем они друг от друга отличаются? Вот ингуш сегодняшний и абрек Зелимхан. Чем он отличается? Ничем он не отличается. У обоих нету тыла. Тыл я царь. У них нету безопасного государства, где они могли бы жить. Они жили внутри этой системы и боролись с этой системой внутри этой системы. И они, как и современный ингуш и абрек Зелимхан, убивали этих ментов. Тогда были просто любой волжу милиции. تو أبرك زيلم خز واقشخنو تغن وغلغا شو تغن هنا غل لي أودج ليج وغلغا شو تو تملو شو مجاهد تو تقلت واق عير ظلم خو وقال بنديت ويوسر يه فنحتر فتن دا وقال أبرك زيلم унах вуал. Почему? Потому что знают, что если Аббарк Зелима похвалят, никто им плохого ничего сегодня как таковое не сделает. Что это в принципе дозволено, чтобы выпустить пар. А вот был у нас Аббарк Зелим, он в унах был. Из-за него, кстати, целые ингушские села были уничтожены. Сожгли, увели, расстреляли. Кеки и Нил. А? Кеки Нилх я хожу, шиюрт хакка. А я чик милвя хасак себе аухтал. Юрт шак юрт хакка раяхтай. Ай, тахан со яхо ансар, тахан арвян, не то что юрт. Ай, цашико семья дайгитл, игр брега волшисек хугук вейшинях. Вейши бахандолше, стасемья хотя бы дайгич, не то что юрт. Представь себе, плива юагят аяхкач, ебурукал юагят аяхкач, гази квад юагят аяхкач, хуи сои бахандош. Ай, нас бы проклинали бы до 7-го колена мяждика чья-то. А Аббарк Зелим, пожалуйста, он унахвы герой. Потому что он действительно был таким. Да, Чумаков, Хамзатус, Хехам, Брк, да, это.
أبرد زالم كونا خوار ديك سجور السن كونا قواتر يعني شو بق حيهم بقتن наверняка видели этот фрагмент. Но это же противоречие. Просто Почему тогда? zusammen Lazarus просто. Zusammen проблемы чувствуются. Вот в чем дело. Потому что если бы Чумаков Хамзат, или Ханзвай Вуцер Чумаков, такой же, мол, был бы во времена Абрека, я руку себе даю на отсечение, что он его также Йоусером и Фитначом бы называл так же, как он сегодня меня называет и других называет. Потому что тогда этот обрек создавал бы ему проблемы. А сегодня можно на обрека ссылаться, дикса горзал. А таких же обреков сегодня можно порицать и обливать грязью. Цухама или ванах да духдуах дешу. Цухама или с противоречия, или совял Аллах резал. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يجري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Да, если маш غير. Смотри, что мог, знаешь, что еще дольше. الحمد لله ديك تدي الله خير. شو قاعدين؟ وما да, الحمد لله, ديك تشتغل كده مهندس. Просто это они разжевыстил, тогда легко на всякий случай пока алхам дачу, пока ладу дос. Тажим разогреться, де дос бацадит. Өзі исламу хава зелмах эбирки ценаляца. Галгаш та чу адук вежми зелмах эбирки. Хану элче парадоксально хандыкыз. Ну скажем, тгаз комментарии, ан комментарий адуц яхшиш, комментарий язи укал. Абрек Зелимхан очень уважаем в ингушской среде. С одной стороны, это парадоксально. Почему? Потому что целые села страдали из-за него. Даже село Сагапши было под угрозой полное уничтожения в то время. Почему? Потому что Абрек Зелимхан большую часть своей обреческой деятельности, практически всю, провел на территории Галгайчи вместе с ингушами, которые абреки были с ним. Самый известный – это Сулымбек Сагапшинский, о котором мы знаем. И были другие абреки. Их было примерно, по разным оценкам, иногда 15 человек, иногда 20 человек, иногда 25 человек. Это где-то 1910 год. 910, 11, вот в это время это было. Активная деятельность тогда была. То есть фактически, о чем я говорю, он вошел как герой ингушский, хотя проблему он создавал ингушам по факту, скажем так. И здесь нужно понимать восприятие людей. Смотрите, в то время не было такой мощной пропагандистской машины, которая позволяла бы, как сегодня, формировать общественное мнение. Значит, общественное мнение, которое мы сегодня имеем о Абреке Зелимхане, мы сейчас конкретно о нем говорим, оно сформировано самим народом. Оно же не навязанное нам извне. То есть, получается, люди, которые от него страдали, они сформировали о нем хорошее мнение, которое передалось нам через поколение. Сегодня мы его считаем частью. Для меня никакой разницы нету. Для меня он, Абрек Зелимхан, для меня как ингуш. Как, он чеченец, но он для меня как ингуш. Мне вообще разницы нету. Потому что он мой герой. Он часть моей истории. И здесь нужно понимать, любовь к нему, она возникла во мне и в остальных ингушах. Не потому, что ее кто-то нам навязал. Вот это очень важный момент. И сегодня люди, я почему этот пример привожу? Валлахи, сегодня к нам передалось от наших потомков, предков, хорошее мнение о тех, кто сражался против русской оккупации, хотя они от них страдали. Сегодня мы сами же уничтожаем свою собственную историю, демонизируя наших сегодняшних героев. И их плохое мнение о них мы передаем своим
будущему поколению, потомкам. Что из них должно тогда получиться? Из-за страха мы боимся передать правильное мнение о сегодняшних героях. Кто-то из-за страха кого-то обманули, кто-то намеренно. Обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Это разрушение именно правильного понимания хода истории, разрушение личности, общества, народа. Опасно, Хамдышанс. Манкуртизация – это очень опасная вещь. Вот сегодня, смотрите, люди отправляются на чужие войны добровольно. СВО и так далее. Наши предки саботировали мобилизацию во время так называемой Великой Отечественной войны. Тысячи наших предков саботировали мобилизацию и уходили в леса, чтобы не воевать за советское безбожное вот это человеконенавистническое государство. Они прятались тысячами в лесах. Тысячами, без шуток, в документах так и написано: тысячи в лесах. Были даже ситуации, когда комиссары, военные комиссары, к ним приходили через стукачей бумага, потому что они отписывали на фронте. К ним приходил стукач какой-то, внутренний, ведомственный, и говорил: уже НКВД список он брал свою винтовку, свои вещи, свои патроны, сидя в кабинете, забирал и присоединялся к ополчению. И таких случаев было очень-очень, когда их стало очень много уже, вот тогда они уже реально записали нас в своих списках как неблагонадежных людей. Потому что для них, когда обычные люди сопротивляются против власти, это нормальная история. Но когда люди при власти, люди, которые им служат, бросают свои посты и переходят на сторону народа, вот именно в этот эпизод, именно в этот момент они расценивают это как предательство. Вот именно вот пример того, что сегодня нам говорят неблагонадежный дыши, это же факт, они говорят. Но неблагонадежность по отношению к кому? К нашим притеснителям, к нашим обманщикам, которые обманом нас ввели в заблуждение. Мы вам разрешим шариатские суды, мы вам разрешим и оружие носить, мы вам разрешим, не будем вмешиваться в уклад ваш жизненный. Таким образом людей обманули, а потом лишили всего. И уклад вмешались, и земель лишили, и скота лишили, колхозы сколотили, раскулачивание организовали, сотни в Сибирь отправили, в Дищанах разрушили мечети. И что, после этого люди должны были им служить? И после этого они должны были быть верными? Что, вы вообще в своем уме вообще? Да мы должны, наоборот, гордиться этим, что мы не участвовали в этом. Представьте себе, если бы мы еще и массово участвовали бы в их войне, после всего, что они с нами сделали, после всего обмана, где вы видели, что в одностороннем порядке сделку человек соблюдает? Один нарушил, второй дальше соблюдает. Элементарно, в бытовом, в бытовом. В квартире, хай квартиры арқасы предатель, договор сохранять. Но это договор модаритха. Просто вы мышление калтыряхкайца полностью цукерснах. Вы имели уже мышление калтыряхка. Они просто уничтожили наше понимание реальности. Исказили, где могли исказить, запутали, где можно было запутать, подменили, где можно было подменить. И мы остались на воздухе просто. Какой-то там в 42-м году, в 92-м году я событий. А фубахантихани, причины, следственные связи, кто это сделал, почему это случилось.
Как мы оказались в ситуации сегодня, когда абахта, как халус судуж, мы сидим, боимся, баги халюат этих судуж мударивей, адла дух. Республики, хая патчат, авиахкау, выбор. Су система, яшон. Даже в рамках этой системы нас лишили всего. Даже выбрать для себя главу. Представьте себе, насколько нужно ничтожеством считать людей, чтобы не доверять им самим выбрать себе в рамках их же государства, выбрать себе предводителя. Представь, да ладно, мел ничтожных здесь. Ладно, а сейчас губернии жутся, там у них губернаторы, где российские регионы, понятно, там разницы нет, что в Москве русские сидят, что где-нибудь там, не знаю, в Калининграде русские сидят, разницы нету для них, губернаторы. Но мы-то не русские, мы культурно другие. Это оскорбление же для нас. Ёх, оскорбление мы есть. Хайваш, да что я, да что где вы видели, что бараны пастуха выбирали? Такое бывает вообще? Так, мы это все глотаем, терпим, хамдудат. Сюда я с кхитым бацвей, кхитыцвей, хамашт. А вей кхитыцвей, вей безым буацендер, вей бал буацендер. Мы живем здесь и сейчас. Свадьба, и сагюаль ешь, жду цену, жду садидешь, а у машины саетишь. И все, ты вот бежишь в этой конве, а потом резко обнаруживаешь, что в один день бензина нет на заправке, второй день хлеба нет в магазине, третий день деньги, которые ты полжизни копил, они в фантики превратились, дефолт случился. Ах, тец дулы. Иштамаздык. Мандарин Нальгиев упоминать Санвуцох, Санис. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мандарин Нальгиев изначально упоминать ВОЗ, я его упоминал в последней статье, которую я писал. Да, он определенный промежуток времени героически поступил, он герой. В свое время он сражался в обороне Яндыре, ополчение против Деникина. Он сражался. После этих событий, когда эта советская власть укрепилась, какое-то время он был частью вот этой советской системы. Где-то он там, где-то числился. Я не знаю конкретно, я не разбирался, где он там конкретно числился, была это реально его должность. Потом стал ли он идейным коммунистом, или он это сделал для того, чтобы избежать чего-то. В этот момент я еще не изучил до конца, поэтому на данном этапе, что я знаю, что он героический человек и сражался против царской власти. И на тот момент, когда это было, происходило 1917-18 год, это абсолютно не было ради коммунизма, абсолютно это идея марксизма, ленинизма для ингушей, тем более для кавказцев, живших там, большинство людей, которые там читать даже не умеют, ни СМИ нет, ни телевидения, ни радио, ничего нет. Для них коммунизм это, как сейчас, не знаю, кришнаизм для кого-то. Скажи там, фугеттан, да, кришни, ты что фугеттан, я уж, может, далекие истории ханистан. Просто здесь и сейчас нужно было не допустить возврата старой системы царской, там 2 года промежуток был царский адл даден, и люди себя реально почувствовали, вдохнули запах свободы, воздух свободы вдохнули люди. И тут обратно деникинские войска приближаются к Кавказу, с 2 сторон они заходили, основная линия шла на сегодняшнюю часть Ингушетии, чтобы вернуть обратно их в возврат империи Маханицар, Деникини, белогвардейцы. Вот. А в то время 2 года уже мы живем, там уже Эмират Узунхаджинский образовался, Исламский Эмират Узунхаджи. Тут Горская республика как-то начала формироваться. Мы реально уже почувствовали политические какие-то брожения начали происходить.
И тут они приходят и хотят вернуть старое. Конечно, они вышли и сказали, любыми путями надо вот Чак будет И первый удар ингуши приняли на себя. Не потому, что, повторюсь, что они были идейными коммунистами или марксистами. Это абсолютно далекая история. Они, наоборот, были глубоко религиозные люди в тот момент. И это показывает, последующие события это доказывают. Потому что когда большевики предложили свою помощь, кстати говоря, большевиков как таковых там тогда не было, силы военные. Они дали оружие обороняться, но самих людей там не было. Буквально там пару человек, по-моему, только было со стороны Грузии, кто пришел. И получается, что они отразили эту атаку. А дальше уже какие условия они поставили большевикам? Они сказали, хорошо, давайте будем жить как дружно здесь, на этой территории, раз вы тоже хорошие русские. Ну, каждый раз же хорошие русские у них приходят. Как Ельцин в свое время был хорошим русским. Сейчас как Ходорковский хороший русский. Каждый раз приходят хорошие русские. Вот пришли хорошие русские. Они говорят, хоть адик надо, белар кегербар, ецарский ер вообще, начал зулум де нахабы, вообще кадыржды, фудещан. Ведь он бартху булыш. И они говорят элементарные вещи. Суверенитет есть. Вот это вот в сегодняшнем понимании, то, что они им сказали, суверенитет. Не вмешивайтесь в внутренний уклад народа. Шариатские суды, мы будем воспроизводить их и судить между собой только по шариатской системе. В остальном мирно дахдывей. Понимаете, когда люди приходят с договора, это не 10-й пункт был по шариату, это был один из главных пунктов. Что где коммунизм, марксизм и где шариатская система. И такая же ситуация была с демократией в 90-е годы, чтобы кто-то понимал. Большинство акторов политических в 90-е годы употребляли слово «демократия» не в том понимании, которым мы его сегодня понимаем. Казаху душу, старый хроник, демократия, ждутся. Ханзвей китежил демократия, яшчанти, глужер, царючил демократии. Они тогда еще, на заре вот этого демократического бума, национального строительства, демократия воспринималась как каман баку. Каман баку есть. Яхи дыкс, то есть галгаметл и нокчиметл дякчи, каман баку яна, мандо. Цултаха уже, конечно, это слово было дискредитировано, и, конечно, уже علمга на соубелче, قارج مع سفياخ شريعتский должен حكم قدر уже حمد يرجادي زخوش دوي ناخ متت قدش خنر цухан азды السنة цухан алях азы с коммунизм они расценивали это как очищение от имперской системы. Я империалист жби, это лахч был, ержить тир дабалыр, маршу. Они же говорили, социализм – это когда построение социального государства, где власть принадлежит рабочим и крестьянам. То есть щи килгишся кахегжу сагви цинк халдез дуалля хатсар. Хал хоскамялды кыздец я Ильич. Вот их беж хадин тыс хамаш. Соглашен. Алло, хозжуйцо. Хозжуя вас. Вон. Да, потому что нам бесконечно приходят вопросы по поводу этого флага. Делдугай, я хочу еще раз сказать, мы никому ничего не навязываем. Если вас устраивает ингушский флаг, советский флаг, российский флаг, оставайтесь верны ему, оставайтесь с ним, и оставайтесь в составе Российской Федерации, субъектом, что хотите. И у нас совершенно другая цель, у нас совершенно другое видение мира. И
Вот мы сегодня никого из вас не можем заставить ездить там на трехколесном велосипеде, на котором вы ездили в детстве. Да и точно так же вы нас не сможете тихо, да, подровнять под то, что там что-то он народный, он любимый, там нелюбимый. Мы все в детстве больше всего на свете любили свои велосипеды. Я точно помню Сунсей, там, Ханса, школьники, разовленники, чодок изовсу, но как бы все изменилось. И мы выступаем за полностью глобальное изменение формата, а не за то, чтобы провести какой-то косметический ремонт. И поэтому я как бы الزبير قال хочу... أسد دبر كدراس يا جماعة ما تحدش هيك Мгм. دليل واتس ولا زبير قصر вопрос حاجة بص ودنجحة ليش عشان أخت ثاني ليشنا إنسيتيف هل إياش كتاعها في جماعتي شو رأيك Хорошо, иншалла, эгер халви дидезер фот дишаш нас даг дул дизвяна, ве шариаски шурач царцы дагвян, цултя царс дагвян штя. Арах булш бул. ديشاش ناقص تقوين حل دستا دن اوار حل اشت موت تجي اشت بولجيني اشت حل دتخا حل اشت حمدي دوقتها بقوي يتخا اشت بيرقية تخي مارشن طمن بيرقية بقوي يتخا يعني اشت تخكا صار حديتا دو جو بجي تخي اوبش دوشو تشي شوراج حاجة تيسا مسني لا ديخا اشت تدين حباقا غبس اجر حل دن اوار دو حل دوشان از دوتس شان خود دوش ويليل دوش دو حما دك دير حنجر دي دوق يعني خود دوادش إذا دن أور خاطر دل تغنى ملاق سك تنجح شيك ويوجولي تاق проблем موجودات حسوازي وال أبوز ميوالشي أبرات سوازي لي ملاق ديشا نخب تربق وينشار ديون записи جي دات توسجي أبيش نتد قيلا دات بوشاهدي إن شاء الله شو الله بيرق تغنى ديزي تديزي российский субъект из Ингушетии. Цу субъекта дачуайни из Бейрак. Тагны гаскышка булыш бул, нах пророссийский булыш, нах тагн атиехка шеврон штиан, хакухыш. Тагн маршу еш нах адуэл томбу су Бейракш цани, хабяхки. Так как вы себе в голове вообще понимаете, как такое возможно? Тхо ухуара диан маршу еш до нах диан, из Бейрак елады, эжи цуара из Бейрак елады, муж тхулуста, халишуш хамдиев. исторически والله خنديج محماش خلو خليش تندو قيت دي ديزوي تغنى تبيرقا توستن داجي تبيرقا شو اش توس دولار تهدي از قيرمي حمد شوان بخشك ما ячан сберق это всего лишь кусок полотна который символизирует определенную часть людей и идеологию тагнвей идеологии фи Свечу бейракач вложить тяжел идеологии маячан яр. Тагана цугалгай бейракач вложены идеологии малайи. Конституция Ингушетии, конституция Тагутская, конституция Ингушетии, противоречащая шариату. Конституция Российской Федерации, которая конституция Ингушетии, фейковая, или просто дучта, смешная амдез, а дучта конституция Ингушетии алч. Ну, дардакас. Она подчинена Конституции Российской Федерации. Это Тагутты, это Тагутты. تطوعوا تجي سيمبوليزيرو تجي بيرق تغن غلغي بيرق يا خجول بيرق غلغي قمن بيرق يا سوبيكت روسيسكي فيدرации Ингушетия яхшин بيرق اشتحقت تستغن تعبي неожиданно قوان حسوم دوري روسيا دعيان راز دوا تري يعني باتش حلقي واتش في ريدين عادل دعيان بيدوسري я бейрак кылж меривей, все агар символ ханс худсвей конституции исламских хугивей, шариатских хугивей, бусулдын худды, я бейрак хут гивей алчи, еще куда пришло. Ну, тагне борьба, да юдж мир, тагн шуанхети, я дихдан дать, шуанхети, вей дихдан шуан уже, за и против дырыш. Тагне кегина би, он кегина вей хабех кылж был, Европа, пердехер, сехер. Тагн из ингушский бейрак يوت شانسر اي شانسرز واخذ اي الش ده اي جاتسرز اي تسرز حنيالشي اي خيت تواني وقتسرز اي سوبيكت روسيسكой федерации азер хал ايوي قبولش бул нагбитик бахыш бул цан хет тёксо пророссийский волтсан так безин багатса yok сей пророссийский хитит цындо безин багатса скыйлца берик емегитсрибе yok так фудивейцан ебери кугян дул дулвейцан
دوحل ديان شلتها تسارع فوق الدخويشان اجمين دوحل بوبوشان داق صار شيء بيرق يجيشان شيء متك حقيشان دا ايش بول راديكال محبوشان تندو دوحل مباخي وشت وي فليلدو اوز ليلدش دا هم سقط الليلدش داتشان درج زفيست دا ليلدش دشان радикализирую, вейш хамаз лилдера, вейхана, вейцу молодежу, яхжду, хам вей лацудухара, дукуч хама вейцан, уступкаш, цудахара, радикализирую, вот садя, амих крышанс, цей дуках вей мягк. Наски хатюхи, фазик, атули кепик махбуаш, да хамаж бахандулш. Шин принципы жиш, что тустан, пахаш кертут, атил, яхж, мяждики кертут, а пахаш атияхкаш. Хари бяха, кина, буабуршон ваш, дука, царул, чикайса, кайса. شيء متى جديدة يا أخي شو بيت بواس ناخذ متى جديدة أنصار جنختي هنا أتصار غدي غري تاع شيء تاع مخش مستدرك تاع истерика и эмоции. Ай, вей, республик, вот ты чан. Я говорю, ты понимаешь, что Войцака республики это айвац? Ты понимаешь, что все, что нам продали в 91-92 году, как республику, как государство, как прям родину ингушского народа, что нас кинули, братан, нас кинули по каждому пункту. Но, а я урхал что мне обманываться несложно, я сам обманываться рад, обмануться, да, обмануться. Слутях булусу годы он жахалоши, он болчхан, хан хамаш, сухан первый, я разбейрыки. Тут я все понимаю. Время надежд, время там величайшего подъема патриотизма, который, кстати, честно говоря, Цухан власть не использовал. Потому что я помню, как ингуши, которые поступали первыми в Ингушский университет, чистили этот университет, он же был на территории военной части, этой взлетное училище РСФИ, казармы жили, там же этот университет делали. И там было жутко, ну, гаски как бывает, после гаски что бывает? Оттуда КАМАЗами мусор вывозили. И это делали ингушские студенты будущие. Потому что мы же наш университет делаем, аж величайший духовный подъем был у людей. И у людей осталась память об этом духовном подъеме. Я просто жил в то время и помню этот подъем. Но пар ушел в свисток. Я помню, когда создавались ингушские ОМОНы, помню, когда создавалось вот это все, кадетский корпус, как туда шли служить, как туда рвались отправить своих детей, как верили в то, что это создается своя республика, будущее. Но потом мы увидели, к чему это все пришло, скажем, году 2004, да? К 2000 году и дальше покатилось вниз. Но вот эти 8 лет надежд, 8 лет ожиданий, да, и они у людей оставили какой-то там, ну, неизгладимый след в душе, да, и это их молодость, это самый мощный подъем ингушского национального там движения, но все, адандас, да, поэтому я считаю, что мы уже дальше эту тему просто развивать не можем. Мухаммад, если можно, у меня вопрос к тебе, к Ансару, касательно, ну, косвенно касательно этого флага. Если все-таки этот флаг меняется, есть идеи о его замене или создании нового. Вот вы вообще рассматриваете возможность, вероятность создания правительства за рубежом? Потому что комитет ингушской независимости – это одно, а правительство за рубежом – это совершенно уже другой уровень. И это уже явный вызов не просто системе как таковой, а явная альтернатива. Пока что это комитет, это воспринимается, вот там есть там несколько человек, там или 5, 10, 15, 20, неважно сколько, вот они болеют этой идеей. Да, хорошо, маша Аллах. Но правительство за рубежом это уже
конкретное заявление, уже более чем конкретное. И тогда уже и флаг новый, его легче объяснить людям. Вот у нас правительство, мы же не можем взять вот российский региональный флаг. У нас должен быть новый флаг Новой Ингушетии. Вот такой у меня вопрос к вам обоим. Аллах рясхам. Ансар Хайстов. А, Ислам, есть определенные шаги практические, к которым нужно идти, чтобы дойти до того уровня, о котором ты сейчас говоришь. Вот знаешь, в чем разница между человеком, который не разбирается в чем-то, и человек, который разбирается? Человек, который не разбирается, он всегда, ему кажется что-то простым. Я сейчас не о тебе говорю, а вообще в целом объясняю. И ему кажется, ерди мегици, а человек, который разбирается в этой теме, он понимает, что есть много шагов и этапов, которые нужно пройти до того, как дойти до этого. Здесь вот такая же ситуация, что ты не первый, кто так нам говорит, что ты мегати. Мы не видим сегодня, сейчас, в данный момент, ситуации, при которой мы могли бы так сделать. Есть очень много работы, которые нужно проделать до того, как дойти до этого уровня. Это очень высокий уровень, и большой труд нужно вложить в наше дело, чтобы до этого дойти. Вот коротко я скажу. Мухаммад, а ответить ты че? У меня будет дополнительный вопрос. Ну, чего бы я не хотел, да, это именно вот создание каких-то структур типа правительства, там какого-то исполняющего обязанности президента, в силу того, что, во-первых, у нас не было власти в Ингушетии, мы не проводили выборы, мы не имели там государства. Мы, те, кто собрались в Комитете ингушской независимости, это люди, которые поставили своей целью заложить основы этого государства. И нам предстоит огромный, гигантский труд. И сегодня у нас есть право на все, кроме права на ошибку. То есть у нас нет права ошибиться. Мы не можем сегодня заявить о создании каких-либо, скажем так, правительственных структур. У нас, с юридической точки зрения, с моральной точки зрения, со стратегической, тактической точки зрения, для нас это будет это подтвердит все обвинения, во-первых, в наш адрес, и мы будем смотреться, как знаешь, э, довольно, скажем так, неумно, да. Поэтому я предпочел бы остаться при том, что у нас есть. Ну вот смотрите, Ажиар, вот вы сказали, что гигантский труд необходим, чтобы достичь такого уровня, что это нелегко, что это сложно. Ну да, это я с этим согласен, это легко, это нелегко, это сложно и так далее. Но ограничиваться вот таким объяснением, мол, это нелегко, это сложно. А что такое нелегко? А что такое сложно? А где это начинается, эта сложность, и где она заканчивается? В чем она выражается? Вот это хотелось бы услышать. Что именно вам сегодня мешает в качестве сложности, имеется в виду, именно сложностей, чтобы это сделать? Потому что из того, что вот раньше вы говорили, из того, что сейчас ты, Мухаммад, допустим, это упомянул так вскользь, мне кажется, что здесь больше вот это, так сказать, нежелание брать ответственность, потому что тогда уже, как это сказать, тогда уже будут конкретные предъявы, мол, вы хотите там себе власть забрать, там и так далее, там еще кто-то скажет и так далее. Но, как по мне, лидер, любой лидер в любом движении, неважно, там, чеченском, ингушском, дагестанском, в любом движении, в социальном движении, он всегда
будет сталкиваться и с критикой, и с недовольством тех, кто будет конкурировать с ним за его место. Это неизбежно. Это неизбежно. Ислам Без не в этого нашем никак. случае. Ну, Ислам дай не в мне нашем. докончить. Дай мне докончить. Я считаю, что в любой ситуации есть такой вот крайний момент, когда кто-то должен взять на себя эту ответственность и сказать, вот никто не берется, мне придется и мириться мне также придется со всей критикой в мой адрес. И вот, закрыв уши, так сказать, не слушая критикующих, идти по этой цели. Вот в чем заключается эта сложность? В чем такая проблема, чтобы это сделать? Каких высот нужно достичь, чтобы считать себя уже все созревшими? Ислам, Ислам. а я к тебе, мама, дай мне сказать. Ислам, что такое государство? Определение, какое государство? Что это значит? Это вопрос? Да. Ну, множество может быть определений, но в Нет, общем и в целом самое... это организация людей, где люди организовались и выбрали себе власть, у них есть территория, есть и так далее, множество. Ты Ну, это имеешь в виду? самое главное, имеется в виду государство, самое главное. Ну, ты правильно своими словами сказал, это социальный договор. То есть люди, которые договорились на одном. Это самое важное. Дальше уже у них должна быть идентичность, территория и так далее. В нашей ситуации, если мы говорим о государстве, как о социальном договоре, оно не может быть навязано извне. Никто не берется, сейчас я возьму. Так не бывает. Поэтому я говорю, этапы. Мы должны достичь такого уровня поддержки, такого уровня вовлеченности самого народа, чтобы перейти на этот уровень. И здесь вообще не вижу себя как там человека, который, я сказал бы, раз, два, три, я президент. Это абсолютно просто смешно. Это должно быть сделано компетентными людьми, большой частью общества. И желательно оно должно состояться на земле, не за рубежом, а на земле, на самой, где мы стоим. Вот так мы это видим. Вот это наше видение, наш подход. И честно тебе скажу, вот то, что ты сейчас здесь сказал, вот сколько лет мы уже работаем, и тайно, и явно, мы ни разу это между собой даже не обсуждали. Просто даже такой вопрос не возникал. Мама, если я неправильно И говорю, это не подтверди. то, что не возникал. Ты вот, наверное, первый человек, Ислам, который его поднял, потому что, в конкретно нашей ситуации, Ислам, да, это все равно, что я сегодня себя, например, назову Сирано де Бержерак, но от этого я не выучу, у меня не появится французский, я не стану поэтом и лучше, там, я не знаю, шпагой Франции. То есть самозванство в нашем случае смерти подобно. Потому что, не достигнув тех параметров, которые ты сам озвучил, да, объявить себя кем-то — это принять ответственность, которую на тебя, во-первых, никто не возлагал, а тебя никто не выбирал и не назначал. Ты сам решил, тебя там поддержали группа небольших твоих единомышленников, да, и все, и вот готово. Все, я президент, я премьер-министр, я там еще кто-то. Мы не можем быть самозванцами. И у нас, вот чего у нас нет, это нет проблемы того, что кто-то хочет встать на наше место. Вот я не знаю ни одного человека среди ингушей и не среди ингушей, кто бы сегодня захотел занять место Ансара. Ансар с радостью, если бы появился человек, который бы там знал бы Мухаммад, а лучше, ты разбирался лучше, Ансар бы с радостью ему отдал и сказал: я буду, как бы, ты будешь эмиром, ты больше в этом понимаешь, ты лучше знаешь. Тут как бы в этом плане этих проблем у нас нет. Конкуренции на этом поле, людей, желающих вступить в схватку с Россией, людей, желающих пошатать основы российского государства, очереди я не видел. Даже одиноко Мухаммад, бродящие фигуры где-то вдалеке. Мухаммад, Да. а ты А ты что?
Но ты говоришь, что нету человека, который хочет занять место Ансара Гархо. Нет Я такого. вот И я спрашиваю. вхожу в число тех, кто не хочет это. По, по мне, по мнению большинства Не, я человек, абсолютно не которому знающих, не то навязывают чтобы нас. самозванство, да, вот я человек, которому Да. навязывают самозванство, там есть какие-то умственно отсталые, которые утверждают, что я там возглавляю Кин, что я создал его, что я его собрал, разобрал, как кубик Рубик, да, но это все как бы фантазии больных людей, понимаешь? Мухаммад, Некоторые даже со мной может, общаются на эту тему, понимаешь? Хотя я с ними ни разу не разговаривал, слушай, но они продолжают со мной диалог. слушай, может, они знают того, чего не знаем мы, Они вообще очень много знают того, чего не знаем мы. серый кардинал, что там, да? У них в этом плане обширнейшие знания. Валлахи, В- я... А кто только не создавал этот кин, начиная Да, там... я когда вот таких людей встречаю, я им говорю, какой вам интерес со мной вообще общаться, я говорю. Ну вот вы знаете все, вы знаете, что Путин хочет, что Трамп хочет, что Зеленский хочет. Вы все знаете. Зачем вам со мной говорить, который не знает даже 0,001% того, что вы сейчас мне рассказываете? Они говорят, ты хочешь нас оскорбить? Я говорю, да чем же я вас оскорбляю? Я говорю о том, что вы знаете все, а я не знаю ничего. И какой у вас интерес, я говорю, со мной вообще общаться? Но нет, они продолжают. Вежери. Если можно, Да. я так, продолжил бы. Шутки шутками, но я хотел бы вернуться к сути нашего разговора. К чему я вообще клонил и почему я эту тему поднял? Я вот раньше это и говорил, и упоминал, мне очень сильно не хватает ингушского голоса на различных мероприятиях, площадках в Европе, в той же. Вот не бывает. Бывают люди, которые, допустим, вас нет, вы как единственная ингушская организация, выступающая за независимость, но вас там нет. И потом приходится другому кому-то там упоминать. Иногда я могу там про ингушей что-то сказать, там Албаков может что-то сказать. И потом некоторые недовольны, вы там ичкерийцы, вы такие-сякие, вы говорите за Ичкерию, и начинается вот этот шум-гам. Тогда, когда есть вот живые, красивые, стройные, умные ингуши, которые выступают за эту независимость, имеют организацию, готовы говорить, и знают, о чем говорить, образованные, но при этом их там не видно и не слышно. Хотя в начале, вот когда вот начинали, алхамдулилlah, и в Европарламенте выступали, там еще на каких-то площадках, а потом резко взяли и обрезали это. Почему это? Аллах хаттардуса. Я к чему? К тому, что может быть потому, что вы не являетесь правительством за рубежом, и поэтому вы считаете, что как комитет вы не можете в этом участвовать. Цундел и ЛДРС, и вот поэтому я хотел, может, вам стоит создать это правительство, и тогда вы смогли бы уже официально там где-то выступать. В чем проблема? Я тебе скажу, в чем проблема. Мамад, могу я сказать? Да. В общем, если у тебя нет опыта ведения войн, генеральские погоны тебе не помогут. Но суть не в этом. Суть не в том, что нас не приглашают, потому что мы не правительство за рубежом или что-то вроде этого. На самом деле мы отклонили достаточно много предложений где-то выступать. И на это есть очень веские основания. Каждое предложение, которое к нам поступало, мы его анализировали. И понимали, что где-то это просто говорильня, и не просто что-то проговорить достаточно, но этим самым ты льешь мельницу на какие-то силы, которые ты не хотел бы укреплять. Просто своим участием там. И ты не хочешь быть свадебным генералом, о котором я сейчас говорил. Где-то мы видим, что это враждебная, наоборот, организация, где там мусульман не хотят видеть, или в таком виде, в котором мы существуем, не хотят видеть. То есть везде по-разному бывает. Некоторые, и честно тебе скажу, многие могут подумать, что я эти инициативы обрубаю. Большинство этих инициатив обрубает Мухаммад, вот который здесь сидит, потому что он знает многие организации, которые нас приглашают. Я ему сразу говорю: Мухаммад, фухьятуна, вейдахдиш, хамди ус.
Мухаммад сам знает говорить, не знает, изучает и говорит, и узвей дахишу в мотивации по этим параметрам, и мы пропускаем некоторые мероприятия. Мероприятия, которые мы считаем действительно важными и значимыми, мы их посещаем. Вот ты Вот сказал, коротко. что мероприятия, которые вы почитаете, Сабр дела, действительно Ислам, хайн халдити. Вот ты сохрани этот вопрос. Пусть Мухаммад ответит, потом я тебе отвечу. Потом, А, чтобы дискуссия не получилась. Слушай, вот смотри, Ислам, нам, вот действительно, я подтверждаю каждое слово Ансара, никогда в жизни нам не нужно было никакой титул, ничего абсолютно. И я скажу честно, я подписываюсь на те мероприятия, где конкретно я могу высказать мысль людям, которые принимают решения. К сожалению, вот это миф о том, что если мы будем на международных площадках что-то там делать, это что-то нам даст. Нет, это неправда. Работа в информационном поле, да. Работа с медиа западными, восточными, арабскими, какими угодно, да. Но когда нас приглашают обычно это приглашение сопровождается процентов, наверное, 50 из них, что там будут сидеть хорошие русские, да, то мы не ведем переговоров с террористами. Понимаешь? А мы не хотим сидеть с хорошими русскими и отвечать на их каверзные и подлые вопросы, вся суть которых сводится к тому, что вы же хотите построить ИГИЛ, да, вы же этого стремитесь, а вы будете геев притеснять, а вы будете это. Ну, то есть нас провоцируют, и ты видел много раз, да, как эти провокации происходят. Развлекать публику, или же там каким-то образом, знаешь, это я много лет прокрутился в медиа-среде. Потом я работал в дипломатическом корпусе. Потом я вернулся как бы в какие-то другие сферы. И я прекрасно знаю цену этому всему. И ты, Ислам, тоже ее знаешь. И поверь мне, все эти визиты в парламент, все эти бесконечные встречи с этими политиками и так далее, да, 99% этого всего пустой, никого ни к чему не обязывающий пиар. Понимаешь? Тратить на это время, тратить на это средства, тратить на это а, свои какие-то душевные и физические силы, в Аллахе не видим смысла. Вот правда не видим смысла. Я вот последнее мероприятие, я приезжал в Киев, там в Верховной Раде была встреча, опять начались разговоры о свободе, о несвободе, о братстве, там, о том, о сём. Я все это слушал. В какой-то момент я просто сказал, слушайте, давайте ближе к делу. Первое, я говорю, Украина не может до сих пор за 5 лет сформулировать мысль и озвучить ее, что она от нас, не русских народов, находящихся в оккупации под Россией, хочет. Но не может. Я не услышал это. Это первое. Второе. Нету никакого центра коммуникаций. А нету его ровно по той причине, что у Украины нету никакой идеологии в отношении нас. Ничего нету. Есть бесконечные конференции, круглые столы, симпозиумы, шмимпозиумы, эти эпикризы и консилиумы. Все. Ислам — это отнимает очень много времени, это отнимает очень много сил, и выхлоп от этого нулевой. Если мы сегодня, например, мне говорят, что я должен поехать в какой-то парламент какой-то европейской страны и разговаривать с лидерами фракций, разговаривать с ведущими политиками, объяснять им, что для них будет хорошо признать право Ингушетии на независимость, я готов выезжать в любую точку в любое время. Я найду на это деньги, я найду на это время, я найду на это здоровье. Но просто поехать, просто поговорить о свободе, о том, как хорошо было бы жить без России, без оккупации, без войны, за все хорошее против всего плохого не имеет смысла. Не мы первые по этому пути идем, и не мы последние. Я, честно себе скажу, очень сильно удивляюсь
тому, что многие представители национально-освободительных движений продолжают ходить по вот этому кругу, знаешь, как ослик с завязанными глазами на мельнице, знаешь, ходит и крутит эту мельницу или что он там. То есть кому-то это да, это им дает вид, дает этим политикам, этим журналистам дает возможность себя там позиционировать, писать об этом и так далее. Но на вопрос, что это дает нам? Ой, о нас поговорили. Информация сегодня живет, 5 минут, да? То есть мы собрались, поехали, я не знаю, в парламент той же Германии, в Бундестаг, поговорили, выступили, то все. Если это просто говорильня, а не какое-то серьезное обсуждение или не какой-то политический процесс, то через минуту после нас на трибуну заходит какой-нибудь, я не знаю, там, представитель хороших русских, да, и все. И дальше были мы там, не были мы там, может, да вообще сага догадалась. Да и это реально тупиковый путь. По делу, да. А вот поездка ради поездки, поездка ради того, чтобы о тебе написала местная пресса, нет, не работает. Абсолютно не работает. Поэтому бях-бахлах, правительство, там, премьер-министр ты там или президент, ты объявишь себя, как бы, Западу пририсовали, особенно русская пропаганда, она пририсовала, что они там что-то замышляют, что-то там делают. И самое смешное, русские вот этот нарратив толкают, что Запад против развала России. Да Запад даже не задавался этим вопросом ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, нигде. Никто всерьез об этом ни разу даже не заговорил. Не заговорил, не задумался, потому что для них этой проблемы нет. Они не понимают Россию. Они не понимают, что она может развалиться. Если они не понимают, что она может развалиться, то они не в состоянии сформулировать какой-то план, чтобы не допустить ее развала. Доказательства у меня есть. Потому что когда разваливался Советский Союз, максимум, что смогла придумать на тот момент могучая, серьезная, сильная Америка, это прислать своего президента в Украину с этой куриной речью «Chicken Speech», который пришел в Верховную Раду и умолял украинцев остаться в составе России. Его освистали, загикали, загекали, выгнали. И на этом все закончилось. Понимаешь? Визит таких украинцев, которые поехали, там пытались с Маргарет Тэтчер встретиться, которая ответила, что мы не ведем переговоров со штатом Калифорния, да, мы ведем переговоры с правительством США. Ну, потом пришлось ей говорить со штатом Калифорния в виде Украины. То есть это все так не работает. Запад сегодня не то, что не задумывается о сохранении России целостной, он ничего не может сделать. Нет в Европе политика, который выйдет и скажет: так, Россия, юхо-жищан, Россия разваливается, нам надо срочно туда отправить армию, нам надо срочно отправить туда половину нашего или там треть нашего бюджета, потому что их же там кормить как-то надо. Сколько проживет такой политик в политике, останется на сколько минут после таких заявлений любой президент Франции, Германии, Австрии, чего угодно. Ни секунды. Парламент его просто снесет. Народ выйдет на улицу и скажет: нифига себе, мы тут платим сумасшедшие налоги. Для чего? Для того, чтобы кормить этих русских и спасать их от чего-то? Оно нам надо? Даже Китай в это лезть не будет. Никто в это лезть не будет. И поэтому это все тот миф, который продают русские. Соответственно, поехали мы в этот же парламент, поговорили о развале России, о своей свободе и так далее. Они посмотрели на этих забавных чудаков, которые мечтают о чем-то таком, типа, я не знаю, давайте скинемся деньгами и слетаем вечером на Луну. Это, равносильно этому. Они не берут это всерьез. Вот правда. Ты видишь, как они помогают воюющей Украине. Вот Украину сейчас обстреливают баллистикой. Эта проблема решается Западом за, не знаю, за несколько дней. Привозятся в Украину томагавки, крепятся на F-16, устанавливаются установки «Тайфун», и любая российская установка «Искандер», С-400, да что угодно, которая там нужно ей там целые там несколько часов выехать на позиции, встать, прицелиться, выстрелить, туда прилетает пара томагавков. На этом история обстрелов баллистика Украины заканчивается, да? Но нет. Хотя эти томагавки, и все это было бы в разы дешевле,
того, что потом приходится вкладывать в восстановление энергетики, разрушенной этими «Искандерами», этими С-400 и так далее. Запад этого не делает. Неужели кто-то думает, что Запад будет для России кто? Морская пехота США или иностранный легион поедут там удерживать Сибирскую республику или Уральскую республику в составе России, или на Северный Кавказ кого-то пошлют? Не будет этого. Никогда не будет. Просто потому, что на Западе политика выбирает народ. И народ не хочет и никогда не будет за это платить. Гуманитарную помощь послать, какую-то еду, как они это делали Советскому Союзу, когда отправляли после его развала. Да, это возможно будет, почему нет? Они как бы люди человечные, там помогают, дадут ООН побольше денег, что в ООН не разворуют, что-то попадет до людей. Все, на этом их действия заканчиваются. О том, что Россию там хочет развалить Запад, в это верят в Кремле, и об этом говорят вот эти русская агентура в виде всех этих Яшиных и прочих, да. Но на самом деле этой проблемы для мира нет. И мир к ней не относится ни серьезно, ни несерьезно. Ее просто для Запада на повестке нету. Поэтому Украина может себе сегодня позволить отрезать целый регионы, которые Россия включила в свою конституцию, да. Россия, тем более, сама объявила, что у нее границ нет. Помнишь, как Путин сказал, где заканчиваются границы России? Вот и все. Поэтому для нас сегодня вот это так называемое, знаешь, вот это какая-то вот 80-е, там, в 90-е еще, да, там Нельсон и Манделы, там какие-то там политики известные, весь мир, и там какой-то движ был, там можно было поехать, что-то поговорить, о чем-то договориться. Все это сдалянт уже. Никто сейчас не ходит на светские приемы со шпагами, там, увешанными бриллиантами, чтобы удивить всех. Вот эпоха этих переговоров прошла. Тем более то, как сегодня себя ведет Запад, например, Трамп, он вообще не держит ни одного слова. Даже того, которого себе пообещал. Он через секунду поменял мнение и сделал все наоборот, и все, и Запад это проглотил. Вот и все. Поэтому смысла нет. Я не вижу, еще скажу, в этом всем смысла. Они бесполезны. И вот эти люди, с которыми я встречался, там, общался, все, они прекрасные люди, они безумно образованы, они желают нам всего лучшего, но они не принимают решений. А политики, которые сейчас у власти в Европе или в США, или где угодно на Западе, да и на Востоке, и в той же Турции, и где угодно, они далеки от этого всего. Они все заняты своими внутренними проблемами. Поэтому просто это поездки, где все друг другу улыбаются, где все друг другу желают счастья, поддерживают там и так далее. Переговоры можно вести на конкретные темы. Сегодня, да, если бы где-то был бы вариант поговорить о том, чтобы тех бусумнах с Кавказа, которых сегодня могут мобилизовать, чтобы хоть кто-то открыл им ворота, хотя бы давали им временный вид какой-то до конца войны на жительство, защиту временную давали бы. И такого нету, даже близко нету. Никто не хочет. Никто не хочет у себя видеть там людей, которые из России бегут от войны. Вот как бы, а другие какие темы, о чем с ними говорить? Я не вижу. По делу на этих конференциях, в этом ОБСЕ, в этом ООН, в этом ПСЕ, по делу я не вижу разговоров. Вот честно не вижу. Все, Савелло. Можно? Да. А, Ну, если вот так вот к этому подойти, конечно, тогда любая политическая деятельность, все встречи, все это абсолютно бессмысленно, нет смысла вообще с ними встречаться, общаться и так далее. Но мы сегодня видим, что, допустим, на этих площадках мы сами можем задавать, так сказать, вектор направления разговора. Даже если нам говорят одно, мы проталкиваем свое.
и нас начинают слышать. Сегодня слушают только русских, вот этих так называемых хороших русских, Ящиных, Машиных и так далее. Они приходят в этот ПАСЕ, сидят вместе с ними, со всеми этими вот этими политиками западными, и говорят им, ингуши хотят быть в составе России. И вот этот европейский политик, он кивает, потому что нет ни одного ингуша, который мог бы возразить. Но когда они говорят ему, что чеченцы хотят быть в составе России, они слышат хотя бы до одного там чеченца, который говорит, хотя бы вот в окно он кричит, даже если у него туда он не вхож, он хотя бы в окно, во форточку так заглядывает и орет им, нет, 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 вы его не слушаете, мы не хотим. И тогда этот европейский политик западный начинает задавать этому Яшину, Машину и так далее вопросы. И этот Яшин, Машин потом начинает раздражаться в комментариях, беситься, называть, короче, расчленителями. Почему он так реагирует? Почему это его бесит? Потому что он видит, что его голос не один, что есть и другие голоса, которым об этом говорят, что его пропаганда, она не совсем эффективна, что есть люди, которые его перекрикивают, что ему приходится доказывать, что ну как так, ну вот же есть чеченцы, есть там еще кто-то, эти есть, там те есть, ну как это так, почему среди вас нет ни одного чеченца, если вы представляете весь российский народ, эти же вопросы возникают, и вот в таких моментах там должен быть и ингуш, и представитель Ингушетии. Вот, допустим, в Украине в 22 году, в октябре месяце, была Чеченская республика была признана оккупированной территорией. Это просто вот так взяли с бухты-барахты, признали? Нет. На эти встречи ездили чеченцы, вот так вот скучали, сидели, Нет, общались, нет, болтали. Ислам, нет, Ну, нет, Мохаммад, Ислам. да так, Мохаммад, Нет, нет. да, Мохаммад, от того, что ты сейчас скажешь нет, это нет не будет действительно, потому что мы же знаем, какую работу там проводили, сколько людей туда ходило, сколько ездило, сколько общалось. Вот так ты сидишь и общаешься, и ты спать хочешь, ты клюешь носом, но ты сидишь на этих встречах, просто вот общаешься и так далее, и так далее. И в итоге все к этому приходит. И когда туда не приходят ингуши, ну вот проблема. Сегодня, если завтра, точнее, будут репарации, контрибуции с России сниматься, иншаллах, они будут. Сегодня чеченский народ может уже сказать, подождите, вы нас признали оккупированной территорией, да, Чечня уже в это не вхожа. Чечня вам ничего не будет платить. Если будет платить, как так? Мы же оккупированы, Крым был оккупирован, Мариуполь был оккупирован. У чеченского народа сегодня появился аргумент. Вот за счет этих многочисленных встреч, скучных, ненужных, как ты говоришь, встреч, абсолютно бессмысленных встреч. А у Ингушетии этого нет. Ингушам, рядовому из Плиева, из Бурукова, Ислам, Мохаммад, я еще не закончил, из Назрания, из Малгобека, ингушу каждому придется выкладываться из своего кармана, чтобы восстанавливать Украину, которую он не разрушал, только потому, что не ходили, и вот им скучно было. А схват у нас, Вуцер, вообще яхуна, скучно было, яхар. На эти встречи нужно ходить, нужно браться за любую возможность, ходить там, скучать, вот так вот сидеть. Политический бог. Политическая работа не всегда бывает такая зажигательная, интересная, что прям вот ты горишь этим энтузиазмом, прям все тебе. Нет, в основном это работа скучная, неинтересная, затратная и так далее. Нужно чем-то жертвовать. Совялышу. Ислам, давай на секундочку, вот ты просто услышь меня, да и я до этого тебе сказал и повторю снова, что мы готовы участвовать в мероприятиях, где есть какой-то толк. И ингуши добились признания, проведя огромное количество переговоров и найдя союзников в парламенте Украины точно так же, как чеченцы получили признание права на независимость. Понимаешь? Эти два фактически идентичных документа. А теперь скажи мне, пожалуйста, после этого признания в Украине было ли признание в других
регионах, в других странах не было ислама и не будет, пока такова политическая конъюнктура. Вот если ракеты начнут сыпаться на Польшу не один раз в 2 года, а каждый день, и польский сейм захочет признать независимость Ингушетии. И вот тогда позовут. Потому что у Украины это была потребность. Давай будем честны. Не потому, что ты сидел или кто-то сидел на бесконечных встречах там и скучал, и тяжело было, и вот поэтому получилось добиться признания. Нет, Ислам. Получилось добиться признания, потому что в Украине из-за войны сформировались, окрепли те патриотические силы, которые продавливали это решение, которые способствовали этому решению. Точно так же, если начнут падать ракеты на Польшу, то и в Сейме быстренько появятся польские патриоты, которые наконец-то увидят, услышат не те патриоты, которые там призывают сбивать людей за украинскую речь на улице и прочее, а нормальные, настоящие, не казенные патриоты, которые скажут: нет, давайте ответим, они ударили по какому-то там воеводству, а мы вот признаем Ингушетию независимой, или Чечню, или Бурятию, Якутию, не знаю кого. То есть не надо путать, знаешь, вот мы такие молодцы, мы там это, давай учитывать как бы, ну, исторические объективные моменты, процессы. Это все как бы, ну, в процессе, это невозможно рассмотреть и приписать себе заслугу, ходили, говорили, и поэтому это нет, потому что так сложились звезды, обстоятельства, ну и самое, как бы, коротко, дердицичнее, что Делгар Пурум Ханпас. Ходи. Мы занимаемся, мы не отрицаем, что надо ходить, мы не отрицаем, что надо встречаться, но только там, где надо, а не просто так ездить и ездить просто ради, знаешь, встречи ради встреч. Вот и все, что я хотел сказать. Хорошо, я думаю, смысла нет на эту тему спорить. Главное, иншаллах, Да, что у нас общие цели. цели, да. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Ну, Ислам, Мухаммад, если при проигрыше России, Россия где-то не будет на пороге развала, и уже в целом ингуши не будут требовать своей независимости или отделения от России, то Россия, то Ингушетия, как и любой другой э, регион России, будет участвовать в выплате контрибуций. И ни у кого этого из них не будут спрашивать: вы там Украиной приняты, или там Польшей приняты, или же ваша независимость согласована или не согласована. Если в тот момент Ингушетия или же любой другой регион России не будет тоже уже свободным, то он, как и все, будет участвовать в выплате контрибуции. Так или не так? Нет, Валейкум не салам так. рахматуллах баркату. Не так. Не так. По поводу выплаты контрибуций и тому подобного, да, то тут разговор уже ведется о том, что как на тот момент будет построено международное право, да, и я тебя уверяю, если в Украине у власти будут здравомыслящие силы, да, то выбирая между контрибуциями с Ингушетии или же союзнические отношения с ингушами и выдача военных преступников, да, ингушей, которые там есть, то Украина скажет нам: какая с вас контрибуция нужна? Выдайте тех, кто у нас там убивал, грабил, насиловал, людей заживо сжигал. Это будет разговор. А о контрибуциях я не думаю, что будет идти речь о нас как бы. Да и украинцы, выбирая между развалом России и выплатой контрибуции, уверяю тебя, выберут развал России, чтобы никогда эта война больше к ним не вернулась. Поэтому я в этом не вижу какой-то большой угрозы. И мы сегодня то, что делаем, для чего мы это делаем? Для будущего. Все здравомыслящие, кто хочет заниматься политикой, они занимаются ею в интересах
будущего своей страны, своего народа. Поэтому мы, как бы, я считаю, на правильном пути и все для этого делаем. Тем Сказал, более, что у нас ничего нет, что платить. Чем мы будем платить? У нас и так ничего нет. Ну, чем платить? Просто нам не будут, как и большинству населения, пенсии не будут платить, налоги поднимут, пособия прекратятся, все дотационные проекты прекратятся. И это будет объявлено как всеобщая, там, всероссийская какая-то там акция по исправлению ошибок прошлых правителей или что-то такое. Ну, что-то подобное. ну, тогда послушаем генетически близких, тех, кто всегда был за Россию, послушаем их, скажем, что мы дарим. Что, газ подвесишь, может, и платить теперь? Понимаешь? Чего уж там. Пир надо оплачивать, да? Да, банкет нужно оплатить. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алейкум Александр, рахматуллах, баракатух. I am from Palestine, Gaza. Окей. هل تتكلم العربية؟ You speak Arabic? Can you speak English? You speak Arabic. You don't speak English? Arabic. Okay, we need to find someone who can speak with you. لا عربيك لا هل عربيك. Sorry, my brother, there is no one who can speak with you. Кто-нибудь знает арабский выше уровня Джазалк Аллаху Хайранды? Знаю мало, жди целка, облажаться дейби. Хочу ахаться сунях. Таган Мухаммад Эзеритан, эфире тебя нуса, короче. Ночь, вот вроде барыш. И заголовок эфира. Предопределение Аллаха. Это справедливо или царь яздяч, это куфр дык явный, куфр дык яздя. Так царь схать смотришь, царь дал, чего нуса сумел наивный. Я Аллах делал, их много, самое главное. Ценных чемот будь шан царь ди. Кафир жбок ди делал мастер бок. Дьорик европейц, гулаен. Иншаллах, машаллах, яхшу бушан жолицу, мех дешеху бушан. Что, объяснишь, Да, мобицаж, это сейчас этой грязи развелось у всех везде. А я просто в шоке. Ну, это сейчас грязи очень много. Тут вовсю распространяют этого грузина речь. Илез, интерес, Хамадок, с первого дня открытия нашего именно канала комитетовского, вот туда писало пару человек, ингушей, под никами всякими, которые просто вот упорно вступали с нами в диспут касательно ислама. То есть это были кафиры, ингуши, которые спорили. То есть они говорили, мы за независимость, но мы должны быть против ислама. И сначала реально я думал, какие-то придурки ненормальные. Ну, разные бывают же. Я тебе говорю, у меня с некоторыми диалоги там длились, можно сказать, там днями просто. Конечно, они проигрывали в большинстве именно случаев касательно идентичности, сохранения национальной идентичности. В это поле заходишь, это сразу настолько очевидно, что там уже примеры на глазах. Но суть не в этом. Суть в том, что действительно они среди нас есть. Они прячутся, они есть. Я не могу сказать масштаб, конечно. И они во всем Кавказе. И в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии, и Кабардино-Балкарии. Везде они есть. Просто сейчас анонимность интернет обеспечивает лицемерам. Раньше
не могли себе позволить лицемеры такую анонимность. Сейчас такое есть, существует, поэтому они этим пользуются. Тецу алхамдац. Аллаху шимет бобо, шмет бобо ужбали. Еще 10 лет назад, когда я своим родственникам сказал, указав пальцем на одного другого моего родственника, сказал, агностик, ушаный раз. Даже атеист холмег, что давай, футалюцер, я ваш тебя вих бехся, гуха бийства, давай, кажется, да, что аж квартал для цаба. Слушайте, а советский адул должен бацерыш, а? Советский адул должен. Мы так удивляемся, Да ладно, это... откуда взялись эти принимающие христианство, откуда взялись эти безбожники, атеисты, там, черт пойми кто, откуда. А что, раньше не было? А что, не было людей, которые вступали в партию, атеистическую партию, абсолютно, будучи идеологически мотивированными? Ну, о чем мы говорим? Всю жизнь они были, и их немало было. Не 2, не 3, не 10, и 9, даже не 1000. 9 коммунистических, то есть 9 отделений коммунистических партий одной Ингушетии. Вы можете Вот и себе все. представить? Получи и 9 распишись. отделений. Азиагачан, атеизм, азиуцуцуи, просто вейкам хылктия, сибря адахта, шейдия, дакавейк, дадихта, южил, идеологический систем якас, нахмабич чербарыш, галгай мот будш. أي بر محمد بر خلال خوي واخر تنم دلاوات شسك هنسار أجت تاريخي واخرس لا غابيهوس أنصار يا أخي شو بتشت да дизел конги бар и им дала бар. Но я решил, коммунист бар. Ама я не об этом, я просто ну сел дух халара, сел ярый халара. Цуты бог беш букаш, короче. Цуты бог беш букаш. Схам мерш дохш, схам распространяттеш. Айо. Сунхитрия социанты қуачы чвалари, я Аллах диалқы, ызы цулдуаққа ғуазықты сон гүтс бадриялч. Ызмуол чын форта орс хақучыл. Ильяс, жил духа был царя нафти, у нас суны где-то самогжных хэт. Понимаешь, вот у меня почему-то нет сомнений, что эти люди, ну, реально имеют проблемы с головным мозгом, с ментальным здоровьем, да и Или джинами проблемы у многих. и вот был Абдуллах Шамиль делал прекрасный материал об этом, Бхар Матви. Он говорил, что вот вы к нему заходите, вы ругаетесь с ним, вы там ему что-то доказываете, да и ну, этим самым он там зарабатывает себе славу, очки и прославляется. Поэтому отвод сагди, не надо ему накручивать лайков, не надо ему Да, накручивать плюс просмотров. он да еще и- опыта набирается же он. Он набирается опыта в дискуссиях. А ты же первый зашел, ты ему свой опыт передал, ушел. Второй зашел, свой опыт ему передал, ушел. Он же один, вас много. И он уже учится. И потом уже каждый последующий, кто к нему заходит, выглядит все хуже и менее убедительным в глазах аудитории. И это создает больше фитны, это создает больше шубухатов, больше создает. Сомнения в сердца людей вы кидаете, слабых людей. Это очень важные вещи. Действительно, дик намерение живешь, но ты не апологет, чтобы на высоком уровне вести апологетические беседы. Человек на этим живет. Целыми днями этим занимается. А ты там после рабочего дня просто зашел в хашсовую. Опытный вас. Вообще в А тут дискуссиях... тебе навешали, а? Да, а в дискуссиях вообще, в большинство случаев в дискуссиях побеждает неист. Побеждает тот, кто сильнее может аргументировать. Ты можешь слабым быть. Это софистика. Да, ты можешь быть сильным именно идеологически подкованным, но слабым оратором. Но человек может сильным оратором быть, но слабо идеологически подкован. Ты у него проиграешь. Перед Аллахом ты не проиграешь, но в глазах людей проиграешь ты.
Вообще уровень дискуссии понять даже ум нужен человеку, чтобы разобрать. Вот вы видели вы иногда, что какие-то бывают там, там атеист спорит с мусульманином, христианин спорит с мусульманином, это разные ролики, Баргинича, интернет, вы видели? А наверное? идея, черт, ешь. Да, и вы видели, что комментарии пишут там, или там кто-то, мусульманин порвал там атеиста в споре, и там 2,5 часа, 3,5 часа видео. Ты посмотрел это видео, и ты в конце понимаешь, что а нет такого ощущения, что у него порвал на самом деле. Ну, был диалог, была беседа, но не было, это не была игра, не была игра в одни ворота, если отстраненно посмотреть. Поэтому здесь есть споры, которые ученые даже не вступали, потому что они говорили, от этого больше вреда. И вообще, когда мы говорим о двух мусульманах, это еще одно. Представьте себе, на той стороне лжец сидит, у которого нет ограничений в аргументах, у него ограничений вообще никаких нет. Он может врать, сочинять на ходу. У тебя же нет таких привилегий в кавычках. Ты же мусульман, ты не можешь врать, ты не можешь сочинять хадисы, аяты, интерпретировать их от себя. А он может. И как ты его победить собрался? Поэтому это очень большая тема. Лучше в нее вообще Силой не... своего бессмыслия. М. Когда я начинал свою деятельность именно публичную, кроме вот этой критики там в адрес россиян, в адрес там Кадырова и так далее, у меня есть эти ролики, я допускал вот эту свою публичную какие-то дискуссии, я ввязывался с одним, там, с другим, с третьим, там еще. Я сейчас не говорю про них там, а вот даже те люди, там по исламской теме я мог с кем-то ввязываться и так далее. Я это делал по неопытности. И дело не в том, что я считаю себя, что вот сейчас, что я тогда приводил какие-то плохие аргументы там. Нет, я жалею, что я вступал в эти дискуссии, потому что они были слишком хаотичны. Только сейчас, вот спустя 5-6 лет моей деятельности, я понял, что любая дискуссия, если целью этой дискуссии это достижение истины, выявление этой истины, она должна быть максимально ограничена правилами. Должен быть какой-то человек, который будет сидеть там, арбитр, там еще кто-то, кто будет останавливать этого, останавливать второго, задавать конкретные рамки, чтобы не было перескакивания с одной темы на другую и так далее. Естественно, у нас такого не было. И мы могли за 30 минут вот этой дискуссии обсудить там 20 различных тем, и ни одна из этих тем не заканчивалась вот конкретной точкой. И в итоге я сейчас их пересматриваю, и я и но это уже осталось в интернете, как говорится, интернет все помнит. И мне вот иногда вырезки делают, а вот ты это сказал, а вот так ты там себя эмоционально повел. Я бы многое сегодня дал, лишь бы этого не было. Но, к сожалению, прошлого не поменяешь. И это опыт, это горький опыт, на котором вот я много раз обжегся. И, возможно, я не полностью пришел в себя, не полностью исправился, однако я сейчас намного меньше вступаю в такие дискуссии. А если, как вот сказал Ансар, вступать с ними в дискуссию, вот с этими, да, с людьми других взглядов, да, они там не верят в Аллаха и так далее, пусть не верят, они в судный день поверят. Но доказывать им сейчас, вступать на их площадки, но это как выстрел себе самому в ногу, потому что, вот как сказал Ансар, у них нет никаких ограничений. Не то, что там правила, не то, что там арбитры и так далее. Они будут врать, лгать, кричать, перебивать тебя, не дадут возможность тебе докончить и так далее. И что из этого получится? Ничего из этого не выйдет. Другое дело, если ты там у себя на площадке берешь какой-то там их фрагмент и его раскладываешь, показываешь там какую-то неправоту и так далее. В таком случае это еще хорошо, это еще допустимо. Но в случае с ними это тоже не совсем
хорошо, потому что это дает им популярность. Мне огромное количество раз именно они и люди, которые ошиваются вокруг них, писали в бот обратной связи: вот посмотри, он это сказал, ты должен ему это ответить, давай выходи на дискуссию, давай пообщаемся. Знаете, сколько раз мне это делали? А почему они выбирают меня? Я что, какой-то исламский мыслитель, какой-то ученый, опровергнув которого они сразу же докажут свою правоту? Нет, им нужна моя аудитория, им нужна вот это имя, которое вокруг меня вертится. Ага, вот ислам там вышел с ними на дискуссию, туда ломанутся там. 1000 людей туда ломанутся. Я же знаю, что это будет огромный просмотр у них. А потом они услышат, как меня там в пух и в прах разносят не по аргументам, а вот именно с помощью этой софистики. Будут перебивать меня, будут там где-то, может, на оскорбление перейдут. Я начну ругаться с ними, и будет шоу, будет хайп, конкретный хайп, и они получат аудиторию. И если в другом случае я бы еще мог бы на это как-то глаза закрыть, то в этом случае хайп получат те люди, которые вводят этих людей, мою аудиторию, в ад. То есть это уже конкретные, серьезные последствия. Они их будут обманывать уже в религии, не в то, что там в политике, это дело десятое, а в религии Аллаха они их будут обманывать. Потому что я их слушаю, я вижу их аргументы, и для себя я вижу, что их аргументы ничего не стоят опровергнуть, если будет там, так сказать, правильная дискуссия со всеми правилами и так далее. Сколько лжи, сколько вот этих вырванных из контекстов хадисов, несуществующих хадисов они приводят и так далее. Но с ними это не получится, потому что они перекричат тебя. Поэтому вообще их лучше не упоминать, не ходить на их площадки, не слушать их. Клянусь Аллахом, ни одного их полного эфира я не послушал. Было ли желание? Было. Но я себя заставлял этого не делать. 2 или 3 ролика я посмотрел вот у этого, я забыл, как его зовут, этого. Хармат. Да, вот и у него я 2 или 3 ролика посмотрел, короткие, там про Везде Павла. заблокировал. Да, про Павла он там говорил из вот этой, как его, из Нового Завета, вот этого одного из якобы апостолов, что от него там какой-то хадис был взят, там его слова. Это ложь полная там. Но вот 2 или 3, больше я его не смотрел. Я принципиально себя заставляю туда не ходить, их не слушать и не смотреть, потому что это ложь, это просто трата времени. Сувейли Баракаллах. Вежери, я палестинец, я газик переписке разуманца, пока мы сидели. Палестинер, гоиш чевен, вейрос. Положение, чаш ему его крипто кошелек, дыша новенький. Это волчуца. В личку он локация хамскина, тешаново. Вежери, я хотел бы сказать, сун из малухахти замсыга, может, действительно нуждающийся хугу Аллах, да, муча малый рол, зезул малый рол. Но сегодня такое время, когда вот приходят люди анонимные, и помочь им равнозначно послать деньги куда угодно, на какие угодно цели. Знаете, сколько они заявлений на меня написали? Вот на меня конкретно в спецслужбы Польши. Вы знаете, сколько заявлений они мне написали? Некоторые из них я видел, как они писали, что они там писали. Они ищут предлога, чтобы нас как-то подставить и так далее. Они могут прислать и криптокошелек, и что я нас. Я не говорю, что конкретно этот человек такой. Вообще, они могут прислать и криптокошелек, поставить фотографию бабушки без ног, там, без рук, без глаз, и сказать, вот пришли пару там злотых или там 2-3 доллара, ты высылаешь, а эти деньги уходят там в Северную Корею, грубо говоря, или в российский Вагнер, а потом они это фиксируют и высылают спецслужбам Европы вот этот твой перевод, который ты выслал, думая, что бабушке, но выслал в действительности вагнеровцу. И они говорят, вот в Европе сидит такой-то, такой-то, он финансирует Вагнера. И потом Ислам. вопросили тебя
уголовное дело возбуждают и тебя выставляют, депортируют. Поэтому очень нужно быть осторожными в такими случаями. Ислам, прежде чем сюда сказать, я проверил. Ханзетецин трансляции Сага Йонсен, геопозиция трансляции и Сага Йонсен. Не скинул геопозицию, а транслирует ее. Это чувак, Жванус, так, Ухсейно, Остык, телефон Тиран, Тигр волонтер Витрей, который с нами работает уже с начала операции этой, с которой мы работаем. Вот, через него тоже, короче. То есть не проблема это. Я понял. Я не только о нем говорил. Я вообще говорю, чтобы людей А так, мы насторожить. 8 лет в благотворительности работали, все это мы очень хорошо знаем, брат. Джазакаллаху хайр. Ну, у нас есть люди, палестинцы, часто не скажу, но иногда бывает, нам пишут палестинцы в этот директ или обратную связь. Ну, не то чтобы просят что-то, вот сейчас первый раз я вижу, чтобы что-то просили, а обычно они там пишут какие-то благодарственные вещи, и в целом поддерживают нас, наше движение, нашу работу. Я не знаю, как они следят за нами, для меня это загадка, но есть такие. Ну, хансотия свал, подхою ханс масала я у нас ансар. Allah мехталя дес. Хан масала ерзамсы гахачуану. Арбы мот майкхатсен. Войнах мот хатсен, раск мот хатсен. Может качаус, ухче кача. Как это получилось вообще? Снотия свал, шмехтя. Оучер, Цансаги, Телеграмма, подписаны. Вы, скорее всего, кто-то здесь, кто сидит, помогал ему когда-то. И он просто за ним следит. То есть я их все пути вон еще с Африки прослеживаю. Аллах, Ислам, ты удивишься, сколько людей с Африки мне пишут. Сотни, тысячи людей мне с Африки пишут. Я везде эти контакты стираю, везде. Вообще, как они могут меня найти? Я WhatsApp меняю, они меня все равно находят. То есть и социальные сети, как-то же они связаны по алгоритмам, где-то там. Жучок, вот я он сарвен. Вот я, жучок, вот эти Африки, Ахишабад, сайт второго Мянска. Хук лес просто. Валай, у меня страница, одну публикацию с открытием колодца ты сделаешь. Он диким гоас, что, кому я тебе объясняю? Или сбег бацар, им приходит сообщение, ваш контакт поменял номер. Да? Обновить хотите? Из 10 Великий. человек один только хочет деньги скинуть, да, на колодец. 9 просят колодец построить. А я ржавею это вечере эфир. Да, Свежери баршан, зукал килкал идеш, естхал везен болж, естхал ит чудак теважиш. Ант саат бен бисен хам юен такой эттелж адулдан дар қосаат дент Абдулла уладуш интернет мой олча тари Абдулла есть хуля. السلام عليكم. تعياني Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. شو بدو شو عجز بخصوص شو وكلن بدو يحكي دقس اسطنبولي خانش عندك دوادس Турксияло تعزم كنوت يا конкретно, короче, бесплатно ярк любой страны звонитесь. Так, асайн роуш, но остиг Норвегия, датиха. Так, دي صح تقمع ديات استنساني. تغاني مش ترمت واتساب شماش. يقمع لازد كان فيه خوان سوق. Ты уже задолбал, говори по существу, сук, ты эти голосу. Серьезно? Аккордеор уже. Ердагуан яш, Аддагуан, муш охра, еще ши машин якр яш. Вот я, дам я сдой трик. Армию чхан удуш өзек шейхан Абдулла. Примерно, Ерик жизнь армии мия. Тербулаки с детства в школе денца, цанта хадат ход. Тайпо в школе денца, визе, джихади цан арден дат. Тут там шорт дат, короче. Но цан дизер хцалор цуно. Че расстроит, бра, на ходы. Дик вежерит ада езжеве иншаллах со арва гуд ахши безм бали шо. Аллах баркати дол дуа шақитыр Аллах рия сол масвиюне.
Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва Ну, баракатух. وعليكم Суар السلام уже. ورحمة الله وبركاته. Алейкум Давай. ассалам, Салам алейкум. Иштял, Хелш. Да, Расфолд. Amcana. ودي çam. Da Rasfol çoğumasına. Biz de ahol. وعليكم السلام ورحمة الله